Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Глубоко уважаемый главный муфтий шейх Равиль Хазрат Гайнуддин, уважаемый высокий президиум, уважаемые гости, имамы, ученые данного мероприятия. Всех вас приветствуем словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Мира и милости Всевышнего Творца. Тема нашей конференции – это татарская богословская мысль о развитии гражданственности и патриотизма. Эта тема сегодня не только историческая, она на самом деле и является очень современной и своевременной. И сегодня нам важно понять, как именно вера воспитывает ответственного человека, как знание делает общество наше крепче, как духовная традиция народа становится частью общего служения Отечеству. И хотел бы всем нам напомнить, что нынешний год, он объявлен в России годом единства народов России. И совсем недавно мы с вами отмечали великий праздник, День Победы, и поэтому разговор о гражданственности, разговор о патриотизме сегодня звучит особенно ответственно. И победа была общей. Ее приближали люди разных народов, разных языков, разных вероисповеданий. И мусульмане России внесли в эту победу огромный вклад. И как раз наша обязанность сегодня сохранить эту память не только в датах, но и в воспитании, в книгах, в различных научных, образовательных проектах, ну и, конечно же, работе с молодежью. И сегодня чтение также, хотел бы нам напомнить всем, они 11-е по счету. И за эти годы они стали не разовым мероприятием, они стали уже таким устойчивым мероприятием, устойчивой площадкой, научно-богословской площадкой. И особенно логично, что сейчас они проходят именно в городе Казань. Это не просто удобное место проведения конференции. Это город, где наследие Марджани связано с живой исторической средой. Это и с мечетью, с татарской книжной культурой, с академической наукой, с богословской традицией, с памятью о поколениях ученых, с памятью о имамах, просветителях. И поэтому проведение чтения в Казани помогает соединить несколько, как мне кажется, важных линий. Какие это линии? Это духовная традиция мечети, это академическая школа Татарстана, это издательская деятельность, это подготовка кадров и общероссийская повестка возрождения отечественной богословской мысли, о которой неоднократно на разных мероприятиях и выступлениях говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Позвольте по доброй традиции начать наше пленарное заседание с чтения аятов благородного Корана. И для этого попросил бы пригласить сюда к микрофону заместителя председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ильфара Хазрата Хасанова и попросить глубоко уважаемого муфтия Хазрата после декларации Корана прочитать дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا رحمة بلان أقل Qur'an Karim'nin hasıl bulgan uluq ajr ve savapların husnu qabullığın bilen qabullardan eyle. Amin. Hasıl bulgan uluq ajr ve savaplarını bizni haq hidayet yolu, Qur'an Karim yoluna ündep iretip kaldırıcı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, anın ehli beyti ve sahabe-i kiram, barcha ansar muhterem zatlarının ruhlarına deyip bağışlıyız. Ya Rabbena qabullardan eyle, bizlerden razı eyle. Atabız Adem, anabız Havvadan alıp Hatamun Murselin'e kadar bulup uzgan barcha enbiya-i vel murselinlerinin de ruhlarına eriştirip Ya Rabbena ruhların şat eyle. Bu mübarek bulgan günümüzde, mübarek bulgan Şehabuddin Hazret Mercani Meşetinde bugün bu ataklı galimi bizge bağışlap yanadan Kur'an-ı Kerim okup anın ismindeki okularını başlayız. Fenni konferensiyaya toplandık. Allah Rabbimiz bizning bu oturuşlarımızı özünün rahmeti bilen oңышлы hem hayırlı neticeli kılsa idi. Hem Allah Rabbimiz bu uluq şahısını iske alıp her bir etken sözlerimiz Şehabuddin Hazret'e dua bulup erişse idi deyip Rabbimiz Allah özünden soruyuz. Şolay bu meşitte hizmet etken halkımızını, milletimizni imanğa, İslam'a, ahlakka üretip, özümüzün urf adetlerimizni saklarga, dilimizni saklarga, dinimizni saklarga deyip bizge vaazlar söylegen hazretlerimizin barchasının da ruhlarını şat kılsın. Bugün hizmet etüşlerge Cenab-ı Hak uluq yardımların nasip eylesin. Uluq ecir savaplarga erişirge nasip ve müyesser kılsın. Özümüz hem balalarımız, unuklarımızga tevfik, istikamet, hidayet yolunda imanlı bendeler bulup ömür iterge Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin. İlk günlerimizde tanışlık bulsun. Allah Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala soğuş saflarında helak bulgan bizning yigitlerimiz, kardeşlerimizin ruhlarını şehitlerden kılıp bugünkü günde vatanını saklavçılarımızga sağlık, selametlik, tinçlik, iminlik bilen isen imin kaytıp ata-anaların, gailelerin süyündürürge Allah Rabbimiz nasip eylesin. Tiz günlerde, jir yüzünde Allah Tebaraka ve Teala tinçlik ornaşunu da nasip kılsın. İhlas kalbimizden kılgan bu dualarımızı Cenab-ı Hak özünün rahmeti bilen kabullardan eylesin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahim. Амин, я Раббаля Алямин. Пусть Аллах Всевышний сделает нашу встречу полезной, искренней и благословенной. Данное чтение, как и многие проекты Духовного управления мусульман Российской Федерации, Московского исламского института, проходит при поддержке
и благословение главного муфтия шейха Равиля Хазрата Гайнуддина. И для приветствия мы приглашаем главного муфтия для того, чтобы он нас поприветствовал и обозначил главные аспекты нашей конференции. Рахмат, мухтарам Ринат Хазрат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмагин, амма бa'д. Мухтарам din kardeşlerim, fenni укулар конференциябызда катнашучылар һәм бик кыйммәтле, хөрмәтле кардәшем Васил Габдулгаязович, мөхтәрәм Радик Римович, мөхтәрәм Михаил Александрович, уважаемые организаторы, участники и гости конференции, дорогие мои братья и сестры, от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично сердечно приветствую вас с нашим традиционным братским исламским приветствием: Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. По доброй традиции мы с вами собрались на конференции в стенах соборной мечети Марджани, названной именем выдающегося татарского мыслителя Шихабуддина Хазрата Марджани. Этот благословенный дом Аллаха – живой символ незыблемости исламской традиции. Мечеть Марджани, связанная с именем императрицы Екатерины II и императора Павла I, является уникальным для европейской части местом, где поклонение Всевышнему Аллаху не прерывалось более 2,5 веков. Старейшие сельские мечети Каргалы и Заказания закрывались властями, а соборные мечети Уфы и Москвы намного моложе мечети Марджани. В самые худшие, в самые бесстыжие времена борьбы с религией соборная мечеть Марджани оставалась символом единства российской уммы. К 1980 году моему поколению обещали конец религии ислама и татарского языка. Но, альхамдулиллях, мы живы и будем жить по воле Всевышнего Аллаха на земле предков, а потомки этих боровшихся с верой правителей сбежали в недружественные государства. Татар халкы Габдын-Насыр Курсави, Шихабуддин Марджани, Галимджан Баруди, Ризауddin Фахреддин кебек улуг гыйлем ияләрен тәрбияләп үстергән, аларны бөек дәрәҗәгә күтәргән һәм динсезлекнең иң караңгы чорларында да үзләренең мәшһүр бу шәхесләрен онытмаган. Әсәрләрен укып, аңларлык дини белем дәрәҗәсе булмаса да, аларның шөһрәтле исемнәренә таянып, мирасын саклап, иман белән яшәешен дәвам иткән безнең халык. Сегодня, собравшись в городе Казани, культурной столице исламского мира 2026 года, разделяя во многом общие всех народов России вековые духовно-нравственные ценности, мы отмечаем и год единства народов России. Вспоминаются строки поэта Евгения Евтушенко, гениально выразившего роль лучезарной Нурлы Казани в истории и настоящем нашего великого Отечества России.
Казань, Казань, татарская столица, предположить ты даже не могла, как накрепко Россия настоится под крышкою бурлящего котла. Тема нашей конференции – татарская богословская мысль о развитии гражданственности и патриотизма. Сегодня, как уже сказал Ринат Хазрат, этот вопрос особенно актуален. Наши великие предшественники показывали, верность исламу и любовь к родине не противоречат, а дополняют друг друга. Они воспитывали в людях чувство ответственности за свою общину, за многонациональную Россию, за ее единство и процветание. В год единства народов России эти идеи звучат особенно сильно. Они помогают нам воспитывать молодое поколение в духе подлинного патриотизма, где религиозные чувства неразрывно с гражданской ответственностью. Шахабуддин Хазрат Марджани являлся ярким примером независимого мыслителя, который не боялся критиковать устаревшие схоластические подходы, но при этом оставался всем сердцем глубоко верующим человеком и верным сыном своего народа. Он сочетал в себе качества теолога, историка, педагога и общественного деятеля. Марджани учил видеть суть религии, а не только внешние формы, и показывал, что истинная вера делает человека активным гражданином и патриотом. Именно поэтому его наследие не стареет. Оно по-прежнему ставит перед нами живые вопросы и предлагает живые ответы. В этой связи я с большой радостью объявляю, что в этом году под эгидой Духовного управления мусульман Российской Федерации запущена новая книжная серия под названием «Наследие Шахабуддина Марджани». Первая книга серии будет представлена сегодня в ходе нашей конференции. Надеюсь, что это начинание станет важным шагом к тому, чтобы труды великого татарского мыслителя были не только изучены, но по-настоящему усвоены и введены в научный оборот и духовную жизнь нашей уммы. Я выражаю глубокую признательность Фонду поддержки исламской культуры, науки и образования, Михаил Александрович, вам за помощь в издании этого и многих других ценных книг, изданий. В этом году мы также отмечаем 250-летие со дня рождения великого нашего алима Абдун-Насера Курсави, 175-летие отца концепции русского мусульманства Исмаила бей Гаспринского, а также 140-летие величайшего из татарских поэтов Габдуллы Тукая, создавшего национальный гимн татар «Туган-тель» – родной язык. И действительно, каждый из нас свою первую молитву Творцу Всевышнему Аллаху вознес на родном языке, впитанном с молоком матери. Эти юбилеи не только повод для торжества, но и высокая ответственность, обязывающая нас бережно сохранять и глубоко осмысливать наше богатейшее духовное и культурное наследие и передать его грядущим поколениям. Молитвенно желаю
организаторам и участникам конференции плодотворных дискуссий, новых научных открытий и успехов на пути духовного и интеллектуального служения нашему народу и нашему Отечеству. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благодарим, уважаемый муфти Хазрат, за приветствие и за те смыслы, которые вы обозначили в рамках своего выступления. И, как мне кажется, было обозначено и две очень важные мысли, в том числе, что знание и духовность, они идут вместе, ни в коем случае не раздельно, потому что без духовной ответственности любое знание остается сухой информацией, а без знания духовность теряет всякую ясность и глубину. Проводя данное мероприятие в Казани, мы выражаем большую благодарность аппарату Республики Татарстан, Всемирному конгрессу татар, который действительно делает огромную работу по сохранению и татарского языка, и культуры, и духовных традиций, и исторической памяти. И для нашей конференции особенно важно это, потому что наследие Марджани – это не только богословская тема, это часть большого татарского интеллектуального наследия. И с большой радостью я приглашаю для приветствия Василия Габдулгаязовича Шейхразиева. Для приветствия, пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм баш мөфтиебез Шейх Равил Хазрат Гайнетдин, мөхтәрәм президиум, кунаклар, мөфти хәзрәтләр, ихлас йөрәгемнән сезне һәрберегезне Татарстан Җумһуриятенең хөкүмәте, Бөтендөнья татар конгрессы һәм шәхсән үз исеменнән шушы бик кирәкле, бик вакытлы Марҗани укуларының конференциясендә тәбриклим. Һәм инде Аллаһ насыйп итсен, һәрберебезгә дә исән сау булып, үзебезнең динебезгә, үзебезнең милләтебезгә озак еллар хезмәт итәргә. Үземнең бу сәламләү һәм чыгышны башлап җибәргәндә, мин инде тагын бер кат иң изге теләкләрне, иң зур рәхмәтләрне үзебезнең якын кешебезгә, иң дәрәҗәле эшләрне алып баручы Россия күләмендә һәм чит илләрдә җиткерәсем килә инде ул безнең баш мөфтиебез Шейх Равил Хазрат Гайнетдингә, чөнки менә һәр вакытта да үзебезнең Россия дигәндә, Татарстан, өлкәләр дигәндә, динебез дигәндә сезнең менә шушы оештыра белү, үзегезнең авторитет белән, үзегезнең теләкләр белән һәм иң мөһиме үзегезнең команда белән, команда дип әйтәсем килә, һәр вакытта да дәрәҗәле Мәскәүдә үткәрәбезме, Казанда үткәрәбезме, бүтән өлкәләргә үткәрәбезме, һәр вакытта да менә теге әгәр дә мөмкин булса, бүген көндә стадионнар чакырга, монда меңнәр безнең милләттәшләрне һәм дин, исламда булган дин кешеләрен чакырып, сәгать сөйләргә, дәрәҗәбез дә, эшегез дә, барсы да бар. Ләкин менә сезнең Казанны һәм иң мөһим булган Марҗани мәчетен сайлап алу һәм аны соңгы елларда кулга-кул төшеп бергә үткәрү, минем әйтәсем килә, менә бу Марҗани укуларының 11-нче дип әйтәбез, иң дәрәҗәсе, иң сыйфаты һәм иң кирәге дип әйтәбез. Чөнки менә инде сез бик дөрес әйттегез, чыгыш ясаганда, безнең субханалла Россиянең кайсы гына өлкәсенә барсак та, Казан мәчете дип әйтәбез, Татар мәчете дип әйтәбез, төзелгәннәр 100 ел элек, 50 ел элек Советлар Союзында бүген төзелә торган мәчетләрме, һәр вакытта да әйтәбез, менә татарлык турында һәм Казан турында. Ләкин менә безнең өчен иң мөһим берсәләрнең берсе инде ул менә безнең борынгы мәчетебез үз вакытында Марҗани имам, аннар ахун булып хезмәт иткән, бүген инде аның исемен йөртә торган мәчеттә аның укуларын үткәрү бергә
безнең хөкүмәт белән, дини нәзарәт белән, бөтен дөнья татар конгрессы белән менә бу укуларның дәрәҗәсен бермә-бер арттыра. Һәм мин аны тагын икенче төрле әйтәм, ул безнең рәхмәтебез һәм дугаларыбыз белән Шиһабеддин Мәрҗанигә дә әйләнеп кайта. Без кашып йөрмибез. Бәлки ул да кирәктер, теге чит өлкәләрдә, бүтән җирләрдә теге филиал кебек үткәрүләр дә, алар да була ел дәврендә. Ләкин төп бу конумында үткәрү үзебезнең хәзрәтләр белән, мөфтиләр белән менә бу укуның дәрәҗәсен бермә-бер арттыра. Шуңа күрә ихлас йөрәктән зур рәхмәтебез. Менә инде быелгы елны әйткән вакытта безнең өчен ул зур бәхет, зур җаваплылык. Россия президенты Путин Владимир Владимировичның нигезендә халыкларның бердәмлеге елы, единство народов России. Без әйтәбез, бүгенге көндә 194 народов, этносов проживает в Российской Федерации, более 140 миллионов человек. И нам очень приятно, наряду с нашими братьями православием, ислам занимает существенное место. И мы, как мусульмане, мы, как татары, делаем очень много для единства и величия нашей страны, нашей державы. И мы уже переходя сразу, вот, исходя из таких слов, даже в ответственный момент на специальную военную операцию, без әйтәбез, посмотрите, безнең егетләребез бүгенге көндә арысланнар кебек көрәшә. Шулыкта менә арысланнар дип көрәшкән вакытта безнең һәр вакытта да әйләнеп китәсебез килә үзебезнең тагын бер биек шәхесебез Габдулла Тукайга. Аның турында безнең мөхтәрәм баш мөфтиебез бик әйтте, дөрес итеп 140 еллыгы дип. Үз вакытында бит инде Тукай дини кеше буларак ничек дип татар халкы турында әйткән. Сугыш вакытында булса без арысланнан көчле, а тыныч тормышта от кебек эшлибез дип. Менә бүгенге көндә наши ребята, значит, как львы сражаются, погибают за нашу родину. Сегодня в одном окопе и имам, и батюшка молятся за нашу победу. Мы когда-нибудь, вот после Великой Отечественной войны, разве думали, что у нас появятся окопные имамы, батальонные, полковые имамы? Ребята встают вместе с нашими, раздают Кораны, молятся за то, чтобы наши ребята остались живы. И в то же время и сами погибают. Андыйларда инде бар. Барыбызның да әйтәм бит хәрәк булганнарга үзебезнең җиңү хөрмәтендә урыннары җмакта, каберләре нурлы киң булсын. Без һәр вакытта үзебезнең мәчетләребезгә дуга кылабыз. Шаһидләребезгә дуга кылабыз, сугыш тизрәк бетеп, егетләребез исән сау кайтсын дип. Бездән дә күпме хезмәт итәбез. Менә я вот великому сожалению, учитывая, что интернет сегодня слабо работает, с опозданием получаю и очень много такой достаточно солидной информации с территории специальной военной операции и со стороны Духовного управления мусульман Российской Федерации, когда управ делами наш уважаемый заместитель муфти постоянно на передовой. Мы помогаем, мы молимся, мы защищаем и в то же время очень важно оказываем необходимую гуманитарную помощь. Колоннами от духовных управлений идут, и мы опять за единство. Меня не дип әйтәм, әгәр дә илебездә тынычлык булмаса, йөрәгебездә бәрәкәт, рәхәт булмаса, ничек кенә эшләсәк тә, без аны кемгә тапшырырга тиешбез? Безнең бийек тарихыбыз дигәндә, без әйтәбез инде үзебезнең Шиһабеддин Мәрҗани дигәндә, шушы 200 елдан алган вакытны безнең бит инде тарихыбыз алга да бара. Ләкин бүгенге көндә яшьләребез дигәндә, яңа тәрбия дигәндә, бүген алар турында уйлап, без күтәреп, иртәгә дә алып бару турында сүзләребезне әйтәбез. Шуңа күрә бик мөһим инде менә бу җиңү тизрәк килеп, барыбыз да үзебезнең рәхәтләнеп бердәм булып, алга хыялый гына түгел, ә үз тормышыбызны да алып бару эш дәрәҗәсендә иман белән үзебезнең мөфти хәзрәтләр белән. Шуңа күрә инде менә шушы укулар вакытында тарихи ягыннан әйләнеп кайтсак та, без барыбыз әйтәбез, безнең мөселманлык ягыннан, үзебезнең татарлык ягыннан шундый тирән тарихыбыз бар.
Аллах насип етсе, 17 майда біз барыбыз да бұрынғы Бұлғарға барып, біз бетінде 1105 ел деп әйтәбіз. Құлларыбызны көтәріп, дұғалар қылып, өзіміздің тарихыбызға, өзіміздің милләттәшләргә, аңа хәтле болған әби бабайларға рәхмәт әйтеп, бүгінгі тәрбие берәбіз өзімізніге, балаларыбызға, ұнықларыбызға һәм иртәгә үміт берәбіз. Biz her vaqtda da ümitli xalq bulduk, alğa barыбыз bulduk. Менә үз вакытында безнең әби бабайлар шушы ислам динен кабул итеп, 1100 елдан артык biz аларга бер вакытта да хыянат итмәдек. Алып барабыз. Менә ул мөфти хәзрәтләребез безнең барсында рәхмәтләр әйтеп, менә тагын шушы үзебез өчен, Россиябыз өчен шуны алып барабыз. Безнең инде өчен зур бәхет, менә һәрбер шәһәрсебез исламлык дибез әйтәбезме, татарлык дибез. Шул ук Абдулла Тукайның быел 140 еллыгын зурлап бәйрәм иткән вакытта 8 майда бер көн кала бийек җиңү бәйрәменә Россия президенты Путин Владимир Владимирович указ чыгара. Без хәзер Россия күләмендә Абдулла Тукайның 150 еллыгына әзерләнә башлыйбыз. Федераль дәрәҗәдә җәмәгать. Тукайның менә безнең бик матур әйтеп әйткән мөхтәрәм Шейх Равил хәзрәт Гайнетдиннең Тукай турында и туган тел дигәндә без бит Советлар Союзы балалары буларак аның 4нче куплеты бар икән белмәдек тә бит. Без аны 3 куплеты гына дип йөргән идек. 4нче куплетын укысак, субханалла, анда диндә, дугада бөтенесе дә бар 4 нидә язылган 4нче куплетта. Biz аны белән горурланабыз. Үзебез җырлаган вакытта да шушы үзебезнең матур җырыбызны кайчан 4нчесенә барып җитербез микән дип йөрәк ашкынып тора. Чөнки төп мәгънә анда нык итеп куелган. Менә шуңа күрә инде бергә дә аның нигезендә эшләрбез. Һәм инде бик дөрес һәрбер шәхесбез дини яктан, татарлык ягыннан әгәр дә алга барып, менә шулай эшлибез икән, Татарстан, үзебез Казаныбыз, Россия белән горурланып барабыз икән, һәм инде шушындый безнең баш мөфтиләребез, мөхтәрәм Шейх Равил Гайнетдин кебек ихлас йөрәктән халкыбыз өчен, динебез өчен, Россиябыз өчен хезмәт итеп барабыз икән, безнең һәр вакытта да эштә буларак, аннары инде иманлык та булачак. Һәм менә шушы тәрбия үзебезнең төп булган балаларга һәм күбрәк дә оныкшыкларга да биреләчәк. Аннары инде теге вакыт кыска булгачтан мин гафу итенәм. Теге телефон бар, һәрберебез телефонны ачып, Яндекс аша язабыз икән, Шихабуддин Марҗани дип. Менә без ничек кенә укысак та, ничек кенә китаплар язсак та, без битне һәрбез барыбыз да монда. Шихабуддин Марҗани турында интернетта нәрсә язылган микән? Бүген әйтәбез, искусственный интеллект татарча ясалма фәһем дип әйтә. Шихабуддин Марҗани турында монда нәрсә яза? Мин аны ачып карадым, көн сайын карыйм. Субханалла, менә безнең булган язулар, бөтен булган китаплар, чыгышлар әкрен генә монда кирип бара, монда туплана. Шуңа күрә инде безнең тормышка телефоннан соң күп бармый. Шуңа күрә аның белән бәйләнгән инде уянабыз, аның белән йоклыйбыз, аның белән шуңа күрә бөтен мәгълүмат җәмәгать монда да булырга тиеш. Койда гына булсаң да, менә без монда утырабыз 200 кеше. Әгәр дә без аны хәзер телевизорга, радиога чыгарсак, аны 100 мең карыячак. Без аны интернетка, телефон аша чыгарсак, аны миллион кеше карыячак. Шуңа күрә аларга да барып җитәргә кирәк. Шуңа күрә менә үзебезнең эшләрдә һәр вакытта да без аңа таянабыз, аның белән барабыз. Һәм инде тагын бер кат мөхтәрәм җәмәгать, бу матур, күркәм җыен әйтәсем килә. Бу безнең тарихыбыз. Бу безнең бүген өметебез, бүгенебез. Менә бергәләп үзебезнең баш мөфтиебез белән килгән кунаклар белән Шихабуддин Марҗани исемен йөртә торган борынгы мәчеттә аның укуларын үткәрү. Шуңа күрә мин һәрберебезгә дә уңышлар телим. Аллаһ насып итсен, исән сау булып 11-дә, 21-дә, 50-дә укулар булсын, һәм инде нинди генә буын килеп аны алып барса да, һәр вакытта да рәхмәтен әйтә белсен. Аңа хәтле эшләгән мөфтиләргә, хәзрәтләргә, халкыбызга һәм шуңа таянып инде халкыбызны, динебезне дә алга алып барсын. Барыбызга да уңышлар. Аллаһ насип итеп 17 майда Болгар җирендә очрашып, бергәләп барып булган татар халкына, барып булган мөселманнарга, шулар арасында иң лаеклы булган шәхесләребезнең берсе Марҗанига да дуга кылырга Аллаһ насип итсен. Бик зур рәхмәт сезгә.
Благодарим вас, уважаемый заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар. Вы действительно отметили в вашем выступлении очень важные аспекты о том, что мы, мусульмане России, сегодня изучаем не только наследие прошлого, но и активно созидаем наше Отечество. И вы отметили об участии религиозных организаций сегодня в гражданских проектах, которые укрепляют наше общее Отечество, в том числе отметили об участии в гуманитарной помощи и помощи нашим солдатам, фронту, в специальной военной операции. Благодарим вас еще раз. Слово для приветствия предоставляется директору Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаилу Александровичу Грязнову. Уважаемый президиум, уважаемые организаторы и участники 11-й Всероссийской научно-практической конференции «Чтение имама Марджани». Приветствую вас от имени Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Одной из основных задач нашего фонда является поддержка развития отечественного исламского образования. Этот вопрос имел особую актуальность и в прошлые десятилетия в связи с тем, что отдельные религиозные деятели ориентировались на идеологию и решения зарубежных богословов, не связанных с российской действительностью или прямо противоположные интересам народам России. Сегодня этот этап уже преодолен, и мы на подобных собраниях ежегодно отмечаем те или иные аспекты российской богословской мысли, важные в прошлом или направленные на перспективу. Один из этих тезисов имел особую актуальность и в ушедшие эпохи, и сегодня остается на острие внимания. Речь идет о российской гражданственности, о патриотизме, о готовности служения ради единой отчизны и единого сплоченного общества. Патриотизм служил значимой основой, на которой сложилось единство российского народа. В ходе крупнейших военных кампаний в истории нашей страны мусульмане занимали достойное место. Особенно отчетливо это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда на фронтах и в тылу в борьбе за свободу Родины погибли миллионы наших соотечественников разных национальностей. В истории российских мусульман мы делаем особый акцент на призыве имамов во главе с муфтием Расулевым, обращенных к верующим сражаться за свободу страны против фашизма. Все это знаковые, наполненные особым смыслом элементы нашей общей истории и нашей современности. Сегодня данная тематика вновь актуальна как никогда. Какое место уделяют современное богословие вопросам гражданственности и патриотизма? Какие богословские аргументы приводятся против скептиков, анархистов, экстремистов, действующих на подрыв общественного единства? Что должны озвучивать имамы в мечетях, чтобы развивать в прихожанах любовь к родине, уважение к ближнему, дружбу к представителям традиционных религий? Уверен, сегодня на эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе выступлений уважаемых докладчиков. В заключении своего приветствия позвольте пожелать участникам конференции успешной работы. Спасибо за внимание. Благодарим вас, уважаемый Михаил Александрович. Действительно, без поддержки фонда сегодня невозможно были бы многие проекты, проводимые и духовными управлениями и образовательными мусульманскими учреждениями. И в 2027 году фонд подойдет очень к важной дате. Это 20-летие со дня государственной регистрации. И как раз, наверное, это был бы такой хороший повод не только подводить итоги, но и обозначить новый этап развития. Еще раз благодарим вас за слова приветствия. Слово для приветствия предоставляется директору Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктору исторических наук, академику Академии наук Республики Татарстан Радику Римовичу Салихову. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Махтарям баш муфтивис Равиль Хазрат, махтарям Василий Габдельгаязович, махтарям Дамир Хазрат, уважаемый Михаил Александрович, харматли коллегалар, разрешите мне от имени президента Академии наук Республики Татарстан, всего нашего научного сообщества сердечно приветствовать участников Всероссийской научной конференции «Чтение имени Шахбуддина Марджани».
Для представителей академической науки нашей страны это собрание давно стало не просто ярким ежегодным событием, но и символом научной преемственности, глубокого уважения к интеллектуальному наследию народов нашей страны. Шахбудин Марджани – великий предшественник, один из основателей критической исторической школы в тюрко-мусульманском мире, соединивший традиционное исламское знание с современной европейской наукой. Проводить чтение его имени значит подтверждать верность принципам рационального познания, сохранять неуклонное стремление к поиску истины и диалогу культур. Именно эти постулаты всегда составляли и составляют фундамент деятельности Академии наук Республики Татарстан, которая сегодня уделяет первостепенное внимание изучению, сохранению и популяризации наследия видных деятелей татарского народа. 2026 год богат на знаменательные события, связанные с юбилейными датами выдающихся мыслителей татарского народа. Прежде всего, это 250-летие Габденасыра Курсави, об этом уже говорилось сегодня, знаменитого богослова, чьи реформаторские идеи задали важный вектор обновления исламской науки. Его стремление переосмыслить многие принципы, пример формирования новой религиозной субъектности. Особо нужно выделить его роль как основоположника критического рационального подхода в исламской мысли. Изучение наследия Курсави – это актуальная деятельность, направленная на возрождение традиций татарской богословской школы, имеющей многовековую историю и оказавшую влияние на умы и мировоззрение миллионов людей в мире. Еще один юбиляр, которого мы чествуем в этом году – великий татарский просветитель, издатель, общественный деятель и реформатор Исмаил Гаспринский. 175 лет со дня его рождения – это повод вспомнить фигуру поистине цивилизационного масштаба. Созданная им газета «Терджиман» стала для многих народов России и сопредельных стран настоящим окном в мир знаний, просвещения и прогресса. Его знаменитый девиз «Единство в языке, мысли и делах» никогда не был призывом к этническому поглощению или унификации. Напротив, он утверждал общность целей, ценностей и устремлений при бережном сохранении каждым народом своей самобытности, языка и веры. Гаспринский с его идеей российского мусульманства – это одно из ярчайших подтверждений того, что Россия является, как сказал президент нашей страны, самобытным государством цивилизации, ключевыми чертами которого являются многонациональность, многоконфессиональность, цветущая сложность и традиционные духовно-нравственные ценности. Особую значимость эта проблематика приобретает в контексте того, что в текущем году Казань получила статус культурной столицы исламского мира. Столица Татарстана в данном случае выступает не просто географическим центром, но и символическим пространством, в котором исторически происходило формирование российской исламской интеллектуальной традиции. Здесь складывались формы взаимодействия между исламом и государством, между религиозной ученостью и светским знанием. Академия наук Республики Татарстан в рамках подготовки к этому событию ведется работа по изданию 10-томного собрания сочинений выдающегося татарского богослова и историка Шахбудина Марджани. Институтом истории также продолжается работа по подготовке полного собрания сочинений Исмаила Гаспринского. Уже увидели в свет 4 тома этого многотомного издания, возвращающего нам разностороннее и богатое художественное, публицистическое, педагогическое наследие этой великой фигуры. 2026 год объявлен годом единства народов России. В этом контексте исследования Академии наук Республики Татарстан подчеркивают, что деятели татарского народа, которые мы чтим сегодня, это живые примеры того, как сохранение своей веры, языка и традиций органично сочетается с верностью общероссийскому единству и гражданской ответственностью. Изучая и популяризируя их наследие, мы работаем на укрепление этого единства. Без глубокого, честного научного внимания к вкладу каждого народа невозможно построить прочную общероссийскую идентичность. Академия наук Республики Татарстан высоко ценит неустанную деятельность Духовного управления мусульман Российской Федерации по поддержке научных исследований в области исламоведения, богословия и истории народов России. Благодаря личному участию, духовному наставничеству глубоко уважаемого муфтия, главного муфтия Равиля Гайнуддина, чтения имени Шахбудина Марджани, которые проводятся ежегодно, стали признанной площадкой для диалога ученых, религиозных деятелей, педагогов и общественных лидеров. В этом году чтения имени Шахбудина Марджани посвящены значимой многослойной теме татарской богословской мысли в контексте развития гражданственности и патриотизма. Мы живем в эпоху, когда эти категории приобретают особое для нас значение и поэтому становятся предметом активных общественных, политических и академических обсуждений. Однако в рамках этих обсуждений нередко остается в тени важнейшее измерение – богословское, интеллектуальное, религиозное осмысление этих понятий, укорененное в наших национальных традициях и нашем историческом контексте. В этом смысле татарская богословская традиция представляет собой уникальный интеллектуальный ресурс.
Сегодня в условиях новых глобальных вызовов обращение к этому наследию – это не только проявление академического интереса, но и важный элемент более широких размышлений о месте ислама в современном российском обществе. Поэтому работа нашей конференции, включая все ее секции, от исторической ретроспективы до актуальных вопросов исламской теологии, представляется исключительно важной. Уверен, что сегодняшняя конференция позволит раскрыть вклад тюрко-мусульманских богословов России в формирование гражданской идентичности, показать историческую роль отечественной исламской традиции в воспитании патриотизма и социальной ответственности, наметить пути интеграции духовно-нравственных ценностей в современное просвещение и воспитание. Желаю участникам конференции плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых научных результатов. Пусть наследие великих мыслителей прошлого вдохновляет нас на созидательное служение Отечеству и укрепление единства нашего многонационального народа. Ихтибарус Шензур Ахмед. Благодарим Радика Римовича. И действительно мы видим, как сегодня прекрасно сосуществует и взаимно дополняет друг друга и исламская теология, и академическая наука. И действительно теология, она дает внутреннее понимание традиции. Академическая наука, она дает и метод, дает источниковедческую строгость, и исторический контекст. И вот так вместе они могут дать зрелую российскую исламскую научную школу. Спасибо еще раз. Слово представляется первому заместителю председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Эльфару Хазрату Хасанову. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم باش مفتي хурматлы шейх Равил Хазратыбыз, محترم Васил Абдылғаяс уғлы, ұлық президиум, қадірлі қонақларыбыз, баршаларыңызда шушы мүбәрәк мезгілләрдә халқыбызның рухи мәркәзендә Мәрҗани мәчетендә сезне күрүебезгә бик шат, һәм шушы мүбәрәк мизгелләрдә Татарстан Җумһурияте мөселманнары Диния нәзаратының рәисе, хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Самигуллинның да җылы сәламләрен сезгә җиткерергә рөхсәт итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. В условиях нынешней международной повестки и внутренних процессов, происходящих в России, в современных реалиях, когда наша страна обратила свой взор на государство исламского мира, совершенно особое значение приобретает богословский опыт мусульманских народов России, который может быть использован при решении актуальных проблем современности. Ислам в нашем Отечестве имеет богатые традиции научно-богословской мысли. В частности, история татарского народа свидетельствует о периоде культурно-цивилизационного возрождения на рубеже XIX-XX веков. Татарский ренессанс, который пришелся на то время, когда в российском обществе произошло переосмысление всех сторон человеческой жизни, заложили татарские имамы. А в основе их трудов лежат идеи гармоничного существования человека в поликонфессиональном обществе и толерантности. Татарская общественная мысль всегда основывалась на базовых ценностях средневековой мусульманской философии. При этом татарским просветителям всегда удавалось находить в исламском учении то, что имело актуальность в существующей социокультурной реальности, не отказываясь от базовых духовных ценностей. В этом и есть ценность отечественного богословского наследия, из которого мы можем черпать множество актуальных для настоящего времени идей и ответов на современные вызовы. Вот почему возрождение отечественного исламского духовного наследия играет одну из ключевых ролей в деле формирования ценностно-мировоззренческого фундамента современного россиянина-мусульманина.
Ведь известно, что традиции российских мусульман зародились и укреплялись в течение многих веков в условиях многоконфессионального общества и воспитывали мусульманина как гражданина, как человека мыслящего, активного, ищущего свое место в российском обществе и ставящего во главу угла мирное сосуществование с представителями других религий. Именно в собственном духовном наследии современные российские мусульмане черпают идеи просвещения, национального и религиозного самосознания, дружественности и веротерпимости. Таким образом, богословское наследие мусульман России не потеряло своей актуальности и ждет, когда мы, новое поколение богословов, сможем его изучить, возродить и популяризировать. Мөхтәрәм олуг конференцияда катнашучы газиз дин кардәшләребез, ушбу очрашуларыбызны, чараларыбызны Аллаһ Раббыбыз хәерле кылып, нәтиҗәсе хәерле, уңышлы булып Раббым киләчәктә дә милләтебез, өммәтебез өчен хезмәттә булырга Аллаһ Раббул Изза барчаларыбызга да мидат, куәт насип итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Благодарим, уважаемый Ильфар Хазрат. Также просим передать наши слова благодарности и приветствия уважаемому муфтию Камилю Хазрату Самигуллину. И, как вы отметили, действительно, изучая наследие наших татарских богословов, мы всегда должны иметь в виду, что она неразрывно связана с живой мечетской традицией, она связана с имамами, она связана и с мадресе, и с наставничеством, ну и, в конце концов, с реальной жизнью мусульманской общины. Поэтому сегодня, изучая наследие Марджани, мы тоже должны отметить, что оно живет не только в книгах, оно живет не только в архивах, оно живет, в принципе, там, где есть образованный имам, там, где есть думающий преподаватель и ответственные общины, которые побуждают к знанию. Еще раз благодарность вам за выступление и за напутствие. Слово представляется ректору Болградской исламской академии Фархату Гусмановичу Хуснудинову. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм муфти Равил Хазрат, хөрмәтле президиум, хөрмәтле хазратлар, коллегалар, уважаемые организаторы, участники и гости сегодняшней конференции. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Позвольте мне от имени коллектива Болградской исламской академии и от себя лично искренне приветствовать вас на открытии 11-й Всероссийской научно-практической конференции чтения имени Шагабуддина Марджани. Проведение подобных значимых мероприятий в рамках Казан-форума в столице Республики Татарстан, признанной в 2026 году культурной столицей исламского мира, подчеркивает преемственность наших духовных традиций и важность научного осмысления роли татарской богословской мысли. Тема нынешних чтений ставит перед нами задачу проанализировать идеалы гражданственности сквозь призму нашего богатейшего наследия. Имена Марджани и Курсави являются столпами отечественной теологии, чей интеллектуальный подвиг выступает фундаментом для формирования современной мусульманской идентичности в России. Болградская исламская академия, как ведущий центр исламского образования и науки, ставит возрождение и актуализацию отечественного богословского наследия своим ключевым приоритетом. Мы не просто бережно храним эти труды, но и ведем глубокую исследовательскую работу по их научному осмыслению и интеграции в современное образовательное пространство. Отрадно отметить, что в стенах Академии за последние годы успешно защищены магистерские и докторские диссертации, посвященные детальному анализу классических произведений наших выдающихся мыслителей. В частности, предметом серьезных научных изысканий стали фундаментальные труды Шагабуддина Марджани, его историко-биографическая энциклопедия «Вафият аль-Асляф»,
раскрывающая преемственность поколений ученых и работа по методологии исламского права Хизаметиль Хавашим. Особое внимание исследователей Академии уделено наследию Габднасыра Курсави, его программному труду Ишадиль Ибад, заложившему основу новой методологии в теологии, а также сочинению Шархуль Акаид, посвященную тончайшим вопросам исламского вероучения. Труды Маржани и Курсави являются фундаментальной основой для формирования любви к родине, патриотизма и национального самосознания. Их деятельность способствовала переходу от средневекового сознания к модерному, ориентированному на сохранение культуры в составе российского государства. Именно поэтому сегодня, обращаясь к их богатейшему наследию, мы не просто изучаем страницы истории, мы находим в них живые ориентиры для воспитания подрастающего поколения. Великие ученые наглядно доказали, что подлинный патриотизм неразрывно связан с просвещением, глубоким знанием своих корней и уважением к традициям добрососедства. Уверен, что сегодняшняя конференция станет плодотворной площадкой для конструктивного диалога ученых и общественных деятелей. Выработанные в ходе чтения рекомендации послужат дальнейшему укреплению единства народов России и процветанию нашей страны. Желаю всем участникам вдохновения, интересных дискуссий и успехов в нашем благородном служении науку и духовному просвещению. Благодарю вас за внимание. Ихтибар Бекзур Ахмед. Благодарю, уважаемый Фархад Гусманович. Сегодня у нас в России действует 5 аккредитованных исламских образовательных учреждений, которые выдают дипломы государственного образца. Болгарская исламская академия выдает государственного образца диплома по магистратуре. И действительно, сегодня, когда мы говорим о необходимости изучения наследия татарских богословов, можно сколько угодно проводить и конференции, можно проводить и книги издавать, но важно воспитать тех людей, которые смогут и читать эти книги, которые смогут их осмыслять и в целом в дальнейшем продолжать эти традиции. Потому что если этих людей не будет, эти книги останутся лишь памятниками. Поэтому, дай Аллах, чтобы эти вузы, все наши вузы преуспели в подготовке именно таких кадров, в которых мусульманская община сегодня нуждается. Уважаемые коллеги, мы завершаем приветствие и переходим к церемонии награждения. Для этого я попросил бы главного муфтия шейха Равиля Хазрата выйти на сцену, и также попросил бы заместителя руководителя аппарата, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Ильдара Анваровича Нуриманова зачитать благодарности. За большой личный вклад в изучение истории российского мусульманства, верность науке и в связи с 60-летним юбилеем медалью мусульман России за заслуги награждается Усманова Диляра Миркасымовна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и археоведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. За многолетний доблестный труд на ниве просвещения, за большой личный вклад в сохранение и популяризацию языка и культурного наследия татарского народа медалью мусульман России за духовное единение награждается Хабуддинова Милюша Мухаммедзяновна, кандидат филологических наук, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Медалью мусульман России за духовное единение награждается Хайруддинов Айдар Гарифуддинович,
кандидат философских наук, руководитель Центра изучения наследия Мусы Бегиева Московского исламского института. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в изучение татарской философской мысли, а также перевод и введение в научный оборот интеллектуального наследия отечественных мусульманских деятелей. Медалью имени Хусаина Фаисханова награждается Ахмедгалин Фарид Альбертович, научный сотрудник Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. Памятной серебряной медалью имени Шихабуддина Марджани награждается Гараева Нурия Габдулахатовна, старший научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. За значительный вклад в подготовку и проведение 11-й Всероссийской научно-практической конференции чтения имени Шихабуддина Марджани благодарность главного муфтия шейха Равиль Хазрата Гайнуддина выражается заместителю муфтия Республики Татарстан по работе с мухтасибатами имаму хатыбу мечети Аль-Марджани Равилю Хазрату Зуферову. Благодарность муфтия выражается Салихову Раику Римовичу, директору Института истории имени Шихабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктору исторических наук, действительному члену Академии наук Республики Татарстан. Благодарность муфтия выражается ректору Болгарской исламской академии Хуснуддинову Фархату Гусмановичу. Благодарность муфтия выражается Гатину Аскару Александровичу, главному советнику отдела государственных конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики. Также благодарность просим передать Хасаншину Гаделю Риновичу. Передайте, пожалуйста. Награды вручены. Рахмат Мухтазрат. Благодарим всех участников церемонии. Пусть это признание станет не только знаком уважения, но и неким стимулом для дальнейшего служения науке, образованию, духовной культуре и обществу. Уважаемые участники, теперь переходим к научной части пленарного заседания. Первый доклад представляет доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра изучения истории ислама в России Московского исламского института Айдар Юрьевич Хабудинов. Тема доклада «Курсави Марджани. Завершение средневековой традиции или начало нового времени». Добрый день, уважаемые коллеги. Туреляр Киткен, Ярый, Халимнар Булсын, Имам Нарманда Булсын. Что я хочу сказать? Действительно, мы в этом году празднуем очень важную дату, и я думаю, что если мы вернемся в те времена, когда с Радиком Римовичем мы даже не были даже не были кандидатами наук, да, это было давно, лет 30 назад, вот, так сказать, была первая вопрос.
о богословской мысли татар, потому что приехало поколение этих аспирантов, они были немецкими, ФРГшными, они были американскими, они были турецкими, да, они тоже в основном сейчас все уже профессора, и как бы вот два варианта. Так какой вариант, да, так сказать, Имарджани и, соответственно, Курсави. Вот, как всегда говорят, ищите женщину, вот моя личная точка зрения, что почему Марджани и Курсави оказались такими бухарскими в глазах западной модели, это Анке фон Кюгельген, которая писала про Бухару, про Нашбанди и Муджидиди, и вот у нее была некая рамочная теория, и вот эту рамочную теорию, как это Михаил Кемпер любит использовать слово «корсет», навязали на нас. Почему я считаю, что Курсави – это скорее начало нового времени? Первый момент, да, я думаю, так сказать, многие из нас были в Мачкаре, кстати, вот спасибо еще раз Равилю Хазрату, Махатем, моя супруга родом из Кукмарского района, Мачкаре, потому что не было бы никакого Курсави, если бы не было вот феномена мануфактур заказания. Да, вот Радик Римович написал прекрасную монографию про Уру, раньше писал Наки, Санбет Хасанов писал про формирование татарской нации. И, грубо говоря, если бы не было, у татар не было вакфов, да, в Бухаре они были, в Дагестане они были в это время, в Крыму были. Если бы не было этой буржуазии, то не было бы никакого феномена Курсави, потому что содержать медресе в деревне – это дорогое занятие. И, так сказать, второй важнейший, да, и вот та самая ситуация, когда, так сказать, и да, я очень рад, что у нас тут дагестанская делегация, и когда, так сказать, с кого мы должны считать? С Мухаммадом бин Мусу аль-Кудуки, который выступил против спекулятивной философии, который выступил против каляма, который говорил, что, так сказать, мы находимся в конкретном месте, в конкретном времени. В Дагестане ситуация была другая, 17-18 век, так сказать, это, соответственно, против адатов и за шариат. Шариат – это то, на чем, так сказать, это уже не отдельные общины, а шариат – это право, то, на чем укрепляется и существует государство. Так это у нас было 1100 лет назад, когда Алмушхан принял ислам, и так оно продолжалось, соответственно, пока у нас 6 с лишним веков, да, 6 с лишним веков мы на эти земли были в составе мусульманских государств. И вот возникает базовый вопрос, а как нам жить в составе христианского мира? И, в принципе, здесь, кстати, с Кемпером я согласен, когда возникает вопрос, совершать нормальный намаз, не совершать намаз, да, здесь даруль-харб или даруль-ислам. Вот ключевое в теории, так сказать, Курсави, да, соответственно, потому что конец XVIII века татары могли сидеть на двух стульях. Есть такая замечательная фраза, что татарин – это жидкость, которая принимает форму любого сосуда. И российскому государству было выгодно, чтобы этот деятель был вполне таким бухарским в Бухаре и вполне, так сказать, российским был здесь. А Курсави сказал: ребята, монда тудак, монда устек, монда дарбизны нажаль. Соответственно, мы татары, так сказать, мы не можем выстраиваться в эту бухарскую ситуацию. Это наша земля, без Китмибес, раз уж мы вспомнили Тукая, да, вспомнили Тухантель, но есть ключевое стихотворение Китмибес, да, так сказать, которое я уже начал цитировать. Вот здесь эта земля, земля наших предков. Да, у нас нет государства, потому что мусульманского, да, мы в составе российского государства, да, у нас нет феодалов, потому что Петр I уничтожил сословие служилых феодалов, но у нас есть наша буржуазия, наша земля, и, соответственно, я люблю вспоминать отца Алмаза Файзуллина, Равиля Файзуллина. У него есть гениальный образ, что татарский пахарь пашет ту же землю, которую его предки пахали 1000 лет назад. Да, это не совсем в регионе Казани, но в воскресенье на земле Булгара мы окажемся как раз на тех пашнях, которые пахали наши земли 1000 лет назад, где они создали государство на основе шариата, где они создали систему образования, где они создали свои соборные мечети. Вот Курсави – часть этой цивилизации, которой мне что? Ему предлагали Ургенч, ему предлагали, соответственно, так сказать, ему предлагали Астрахань, но в итоге, так сказать, вот это мандат удык, мандаустек. То, что касается Марджани, я думаю, опять-таки, и вот, так сказать, когда мы обсуждали целый ряд так называемых датских статей, это касалось, соответственно, и статей, посвященных и исламу Ачалясы, и это касалось посвященных Шихабу Марджани. Что мы должны понять? Оба юбилея Шихаба Марджани, есть, как говорят, есть проклятый и славный русский поэт Лермонтов, потому что оба его юбилея приходятся на начало
то столетие на начало Первой мировой войны рождения, а столетие со дня смерти на начало Великой Отечественной войны. Первый юбилей Шихаба Марджани, январь 15 года. Что такое европейская, когда европейская война началась, да, так сказать, возьмите Турмеш, пишется Улук Фажига. То есть вот война начинается в начале Улук Фажига. Возьмите Уфимский Турмеш. Уфа – это город муфтията. Потом это называется Европа Дасулаш. Соответственно, когда мы говорим о праздновании юбилея Марджани, это праздновалось в тех самых мечетях, которые имамы, которые буквально за несколько лет до этого, в августе была мобилизация, мы же страна, которая переживает только третью мобилизацию, да? Была мобилизация августа 2014 года, была мобилизация июня 1941 года и третья мобилизация сентября 1922 года, которая, как мы знаем, официально еще не прекращена. Вот Марджани, соответственно, это человек, о котором задают вопрос. И возникает вопрос ключевой, что он понимает под Родиной, что он понимает под войной, что он понимает под этническим коллективом. Родина – это Россия. Соответственно, да, и вот то, что Марджани хотел быть муфтием, я считаю, что это была очень большая ошибка, что его не сделали муфтием. А вот, соответственно, второе, соответственно, война – это война оборонительная, потому что если мы возьмем тексты Мустафа Даль-Акбар, вот о чем мы писали с Дамир Хазратом, его учебном пособии еще в Нижегородском университете, еще раз я вспоминал, это война против тех врагов, которые нас напали. Монголы напали на нашу родину, и в Мустафа Даль-Акбар во всех трудах Марджани есть всего один раздел, посвященный воинскому искусству. Это воинское искусство наших предков булгар, которые боролись, так сказать, со своими захватчиками. Ну и третий ключевой момент, это вот, так сказать, я надеюсь, что все-таки Дмитрий Витальевич Ахмат Макаров защитит эту диссертацию, потому что, так сказать, понятие о милете, понятие о единстве российских мусульман, которая, так сказать, создала Екатерина, да, в своей речи Равиль Хазрат вспоминал Екатерину II, да, так сказать, этой мечети не было, но в стенах этой мечети был Павел I, который, так сказать, посетил Казань, и много эпизодов с ним связано. Но возникает здесь еще, так сказать, четвертый очень важный вопрос. А какое это государство? Вот буквально позавчера, как бы я за что люблю майскую Казань, да, так сказать, все цветет, и, так сказать, вспоминая слова Евгения Евтушенко, раз уж вспомнил Равиль Хазрат, я, задыхаясь, зажатый между домов, подшивок и томов. Читал в спецзалах я библиотек, лицо усмешкой горькой исковерков, доносы 19 века на гениев твоих. Соответственно. И вот очень важно понять, что Марджани – это гений. Один из показателей гения, когда у тебя наступают тяжелые времена, ты не думаешь о том, кто говорит красивые слова. Да? На самом деле вот вся эта калямка, традиция красивейшая, так сказать, сочинений, так сказать, красивых. Вот мне больше нравится. Конечно, в Уфе имя Ахмулы носит пет. В свое время мы проводили на его площадке фахридиновские чтения. Нас не сильно поддержали. Вот, кстати, если мы восстановим фахридиновские чтения в Уфе, это тоже будет замечательно. Так вот, Ахмула называет, так сказать, кто его герой. Башкиры – это которые дети, которым нужно учиться, а Марджани – это кутб. То есть, соответственно, Марджани – это та опора, на которую мы можем напираться. Еще раз повторяю, в 1915 году российские мусульмане опираются на Марджани. На всем этом бесконечном количестве мечетей соответственно, так сказать, от Варшавы, да, Варшава еще была наша в январе 15 года, соответственно, до Дальнего Востока, где тоже были мечети. И, соответственно, мы вспоминаем Марджани. А второй важнейший момент – когда начинается Великая Отечественная война. То есть как бы все, так сказать, Марджани отрицательный герой, да, с точки зрения безбожной пятилетки. Но кого поднимает на щит в 1942 году? А что такое 1942 год? Это действительно нацистские танки дошли до Волги. Вспоминается наш великий эпос «Идигей», что, соответственно, так сказать, для нас Волга, да, есть русская фраза, что за Волгой для нас земли нет, но для татар мы называем Идель-Йорт, это наш дом. Мы не можем отдать дом этому врагу. И, соответственно, здесь, в здании Академии наук, ну это сейчас там долгое-долгое название, но это то здание, где одновременно сидит
институт татарский, и сидят ядерные физики. Да, сидит Ландау, сидит Гинзбург, там этой фамилии можно называть бесконечно, потому что, я думаю, казанцы знают, что первое указание Сталина, как главы Госкомитета обороны, о начале ядерного проекта, это как раз осень 1942 года. Вот в этом здании Хайри Гемади произносит свой исторический доклад, и когда он задает вопрос, а кто говорит о патриотизме? Кто из наших богословов лучше всего и четче всего сказал, как защищать нашу Родину? Это именно Марджани. Соответственно, это именно Марджани. И, так сказать, возникает вопрос, да, так сказать, четвертый, да, как я сказал, а какой строй должен быть в этой родине? Вот с одной стороны можно восхититься Екатериной II, а с другой стороны, вот я позавчера вспомнил фразу замечательную в истории государства российского от Гостомысла до Тимашева, которую писал Алексей Толстой, который был цензором, который тоже работал, в общем-то, на государство. Нестира она писала: «Вы так милы ко мне», и тотчас прикрепила украинцев в земле. И вот позавчера было обсуждение словаря Сагита Хальфина, я его посмотрел. Там есть бирша слово, есть государство мемлекет. То есть под государством он понимает монархию, да, и, соответственно, так сказать, от Малик Ялмитин. Но у него очень много говорится про слово «выбор». То есть, когда мы говорим о Марджани, да, так сказать, чего хотели наши предки? Они хотели то, что мы получили сейчас, Аллаха шукер, и, соответственно, первый выборный муфтий, да, вот мы тоже для нас, так сказать, фигура Галимжана Хазрата Буруди, человека, который родился в Казани, который похоронен в Казани, человек, который исключительно много сделал для Московской соборной мечети, да, так сказать, мы эту тему обсуждали и с Равиль Хазратом, и с Дабир Хазратом, вот именно тот уровень Московской соборной мечети, как центральной мечети России, это прежде всего Галимжан Буруди. И, соответственно, так сказать, возникает вопрос, а какое это государство должно быть с формой правления? Выбор. Понимаете, ключевой вопрос, когда мы говорим о мусульманском мире, мы говорим, что шура, да, когда пророк Мухаммад умер, он же не назначил себе преемника. Вот когда мы говорим про Курсави, Марджани, они говорят, нужно вернуться к Корану, нужно вернуться к Ичме, нужно вернуться к Сунне, нужно вернуться к Ичме. А какая власть? А власть выборная. И вот поэтому, почему так важны фахридиновские чтения? Да, вот у нас, так сказать, мне очень нравится стадион «Зенита», там 4 флага: «Зенита», Российской империи, СССР и современной России. Так вот, продолжая, Марджани говорит о правах, то, что улемы должны выбирать, да, что улемы – это корпорация, которая обладает правом выбора. Чуть более позднее поколение, да, там не нужно забывать, что Тукай был социалистом. Мы вспоминаем Тукая, но давайте посмотрим, выпустили его в интернете, есть шеститомник, пятитомник, за что выступал Тукай. Тукай выступал за суверенитет народа. Тукай выступал за равенство людей. И повторяюсь, когда мы говорим о продолжении традиции Марджани Фахриддина, там у него есть замечательная фраза, что из принципа шуры выводится принцип Конституции. И, соответственно, если кто прав, в этом году мы же отмечаем тоже великий юбилей. 23 апреля 1906 года была создана первая Российская Государственная Дума. И как мусульмане на это ответили? А Реза Фахриддин написал: Конституция – это очень полезная вещь для мусульманского мира. Суверенитет должен принадлежать народу. И народ – это рабочие, и народ – это тоже женщины. Вот поэтому я постарался объять необъятное. Так сказать, вот Равиль Хазрат уже сказал про детей наших начальников, которые убежали в государство, да, дети, внуки, да, так сказать, этих как бы реформаторов. У нас есть ученые, которые, так сказать, сюда приезжали, собирали информацию. С 2014 года они выразили свою позицию. Они уже вежливо в 2014 году написали, что они думают про российскую политику и про Крым. И вот в этом отношении не нужно делать из нас Бухару. Узбекистан – прекрасное независимое государство, пусть идет своим чередом. Но, соответственно, российская традиция – это традиция, что мы на этой земле, мы мусульмане, и суверенитет принадлежит народу. Спасибо. Благодарим вас, уважаемый Айдар Юрьевич. И еще раз вы показали на примере Марджани и Курсави, что любое и обновление, да, и любое развитие любой мысли, исламской мысли, оно неразрывно связано с традицией, конечно же. И опять же, это не просто два имени. Мы видим, как через них традиция прошлого отвечает на вызовы нового времени, причем не теряя свои основы.
Следующий доклад представляет кандидат философских наук, доцент, руководитель Центра изучения наследия Мусы Бигиева Московского исламского института Айдар Гарифудинович Хайруддинов. Тема доклада «Итоги и перспективы бигиевических исследований». Ассаламу алейкум, джамаат. Приветствую всех участников, организаторов. Желаю нам плодотворной работы. Презентацию так. Итоги и перспективы бигиевических исследований. Моя очередь объять необъятное и галопом по Европам в таком формате попытаться рассказать о бигиевических исследованиях, а само понятие бигиеведения, оно состоялось. Вот когда я готовил доклад, я это понял. Вот два человека. Слева мой научный руководитель, ветеран войны, кстати, бомбил Берлин в августе 1941 года. Стрелок-радист дальнобойной авиации. Он, когда выслушал мой план проспекта, я тогда был аспирантом, план-проспект моей работы, он тогда сказал: теперь понятно, что Бигиев глыба. Вот с такой глыбой я столкнулся, будучи совсем зеленым. И Рашад Махмутович Амирханов, который в решающий момент, когда я серьезно сомневался в том, стоит ли мне идти в этом направлении, в научном, сказал свое решающее слово и воодушевил меня на дальнейшую жизнь в науке. А потом, когда я защитился, он умер в 2000-м, смотрите, а я защитился в 2004-м. И он с того света поздравил телефонным звонком, причем не меня, а нашу лаборантку, которая еще не знала, что я защитился. Вот такие чудеса. Благодаря этим людям я нахожусь в бигиевистике. И что мы можем сказать? Я взял этап с 30-го года, когда Бигиев вынужден был покинуть Советский Союз. И что о нем мы можем узнать вот после того, как он стал белоиммигрантом, так называемым. Да? Вот такая книжка вышла в свое время, очерки панисламизма и пантюркизма в России 1931 года в соавторстве вот этих двух авторов слева. Здесь Бигиев называется известным панисламистом. Два раза в этой работе известный панисламист. Больше никаких характеристик не дается. Речь идет больше о других персонажах, но упоминания есть. Справа у нас Камиль Фатыхович Фасеев. Он один из основоположников изучения татарской общественной мысли. В своей книге «Из истории татарской передовой общественной мысли» в 1955 году он относит Бигиева к джадидистам, но как он охарактеризовал джадидизм, это стоит услышать. Реакционная идеология, изолированная от народных масс, враждебная им националистической контрреволюционной буржуазии, средства разжигания межнациональной розни, проводника идей пантюркизма и панисламизма. А главная цель джадидов по Фасееву – это подчинение татарского народа прогнившей империи турецких султанов. В общем, понятно, да, все ангажировано. Ничего хорошего о Бигиеве мы бы не услышали. Если бы еще переключился. Ага, да. А очередное упоминание о Бигиеве встречается у Люциана Климовича, известного востоковеда советского. Тоже очень ангажированно. В 1962 году выходит его работа «Ислам». И он говорит о Бигиеве в связи с его переводом Корана и сообщает об истории запрета этого перевода, а также приводит пример критики одного хадиса Бигиевым. И удивительно, что Бигиев, он никакими там грязью не мажет в этой книге, просто вот упомянул, был такой человек, была такая история с переводом Корана, и вот так он критиковал хадисы. То, что я нашел, возможно, таких упоминаний больше, надо, конечно, серьезно зарываться в это дело, но вот то, что я нашел, это вот это. Но даже в условиях диктата идеологических требований прозвучало однажды другое мнение. В 1949 году в Институте востоковедения Академии наук СССР в Ленинграде, тогда еще, происходило обсуждение работ академика Игнатия Леонидовича Крачковского, и упомянутый выше Климович приехал из Москвы специально на обсуждение и набросился на Крачковского с обвинением в том, что он уклонист и так далее, публикуется на Западе, значит, цитирует западных. И еще попутно привел такой довод, что в одном из своих трудов Крачковский упомянул бежавшего за границу белогвардейца Бигиева. Это цитата.
А Крачковский не испугался. Это в то время, когда сажали. Просто востоковедов было отдельное направление, такое следственное, чтобы сажать востоковедов. Зная это, Крачковский выступил в защиту Бегиева, сказал, что тот был большим специалистом по арабскому языку, литературе и высокообразованнейшим человеком. Вот такая оценка прозвучала от Крачковского, который к тому моменту был болен, и, по мнению его учеников, как раз вот эта вот нападка Калимовича, она его и свела в могилу в итоге. Что мы видим? До начала перестройки никаких исследований, посвященных Бегиеву, конечно, быть не могло. Историография той поры нулевая. Все, что мы можем найти, это какие-то упоминания о Бегиеве. Если говорю, повторюсь, сильно-сильно искать. И только в 90-е годы с перестройкой появляются первые документы в России, касающиеся Бегиева и носящие публицистический или научно-популярный, популяризаторский характер. Впервые вот озвучено было имя Бегиева в статье Индус Ризаковича Тагирова в 90-м году в «Социалистик Татарстан». Она называлась «Бегиев Ларна Икинчесе», второй из Бегиевых, потому что первый Бегиев был известен, его старший брат Загир Бегиев, который был писателем, основоположником татарской реалистической прозы. Рано погиб, очень рано погиб. По мнению исследователей, был забит черносотенцами за то, что в Ростове-на-Дону он был муллой, за то, что вот в спорах со священниками всегда выходил победителем. Такое мнение существует. Дальше Абрар Каримуллин, справа уважаемый наш академик, публикует работу 1958 года. Абдуллы Баттал Таймаса переводит ее с турецкого языка. Баттал Таймас знал лично Бегиева, общался с ним. И эта работа у нас выходит в 1997 году. Муса Ирулла Беги она называется. Вот это были две первые ласточки. Что касается научных работ, вот слева вверху Муса Бегиев об абсолютности Божьей милости в моем авторстве, 1998 год. Это первая попытка научного анализа религиозно-философских воззрений Мусы Бегиева. В 1999 году в казанском издательстве «Иман» опять-таки выходит первая монография, тоже в моем авторстве, «Последний татарский богослов». В декабре 1999 года, вот внизу книга стоит серенькая, в Казани проходит при участии турецкой стороны и казахстанской стороны большая конференция «Муса Бегиев. Наследие и современность». По результатам работы в 2000 году был выпущен вот этот сборник материалов, который тут представлен. Также в 2000 году первый опыт моего перевода одной из работ Бегиева с его татаро-османского языка на современный татарский был издан «Араб Адабият Хам Ислам Фаннари». В 2003 году под редакцией Рафика Мухаммедшина выходит в свет сборник статей на татарском языке «Татар Зияллар, Тарих и Портретлар», а в 2005 году перевод на русский. В обоих этих вариантах, здесь только русский представлен, он обратился ко мне с просьбой написать статью «Исторический портрет о Бегиеве». Первое, что касается вот чисто научных, то первое диссертационное исследование, посвященное Бегиеву, оно принадлежит мне и называется «Социально-философские аспекты татарско-мусульманского религиозного реформаторства на материалах творческого наследия Мусы Джаруллаха Бегиева». Повторюсь, защитилась в 2004, а в 2007 году наш земляк Абдулхаков защищает диссертацию под названием «Языковые особенности произведений Мусы Джаруллаха Бегиева на соискание степени кандидата филологических наук». Дальше. В 2004 году в издательстве «Иман» была издана книга Муса Джаруллах Бегиев, переведенная мною с турецкого языка, по личной просьбе ее автора Мехмеда Гермеза, тогда министра по делам религии Турции. Данный перевод был переиздан в 2009 году Думой РФ без уведомления меня и без установки моей фамилии, вот это справа, солидный такой в твердом переплете. И в 2010 году перевод был переиздан Российским исламским университетом. Они, слава Аллаху, указали автора перевода. Дальше. В 2005 году в издательстве «Фян» слева наверху выходит книга монографии Муса Джаруллах Бегиев на основе моей диссертации. И на данный момент, вот там у нас справа большая вот такая книга на татарском языке, я ее называю не последней, а крайней, да?
На данный момент эта книга, вышедшая в 2022 году, является наиболее полным отражением, наиболее полным материалом по жизни и творчеству Мусы Бигиева. И вот такие работы еще попутно выходили. Особенно хочу сказать об антологии татарской богословской мысли. Вот эти 3 тома вышли в 5, 6 и 13 годах. Представляют собой избранные произведения Мусы Бигиева в переводе на русский язык. А в целом с 1998 года у меня набралось более 200 научных, энциклопедических, научно-популярных, публицистических статей о Мусе Бигиеве и его жизни и интеллектуальном наследии. В 10-м, вот некоторые мои публикации, да, в журналах Вака и Ринца «Ислам в современном мире», который вот здесь представлен Дамиром Хазратом, Духовным управлением в целом, Минбар, который Российский исламский институт Казанский, и ряд других журналов. В 2008 году на Казанском международном кинофестивале «Золотой Минбар» был представлен фильм о Мусе Бигиеве «И раскололся месяц». Он художественно-документальный, точнее документально-художественный. В нем принимали участие актеры Камаловского театра и других театров Казани. Был очень запоминающий проект. Фильм взял приз за вклад в развитие исламской культуры. В 2010 году увидела свет замечательная работа, объемная работа петербургского краеведа Альмиры Наймановны Тагиржановой, книга о Мусе Эфенди, его времени и современниках. Очень ценные источники там есть. Совершались и открытия. В принципе, все это открытие для нас, но некоторые открытия даже, скажем, мы опередили турков. Вот это все, то, что здесь представлено, хранится у турков, а оно лежало вне сферы их внимания, хотя Бигиева начали изучать гораздо раньше у них, чем у нас, конечно, это понятно. В 1988 году уже была первая диссертация защищена в Турции. Вот здесь вот представлен документ слева, это письма Бигиева Эндеру Паше, потрясающий интересный документ. Он был опубликован, статья о нем была в «Ислам в современном мире» в журнале, и потом вышла вот в Институте истории, когда я работал, в таком сборнике. Отдельная глава посвящена материалам по Бигиеву, неизвестным и малоизвестным. И вот справа, чуть раньше, в 1917 году, были обнаружены дневники, в которых в одном из дневников содержалось описание путешествия Бигиева в хадж, то есть хаджнама. И вот она вышла в виде книги, и в альманахе «Хадж российских мусульман» номер 8, 17 год, она была опубликована. Отдельно хочу сказать о проекте «Наследие Мусы Бигиева», который реализуется, начиная с 2021 года, если я не ошибаюсь, в рамках осуществляемого Духовным управлением мусульман РФ издательского проекта «Исламская мысль в России. Возрождение и переосмысление». Проект реализуется с благословения шейха муфти Равиля Хазрата Гайнуддина и под руководством его первого заместителя, ректора Московского исламского института, доктор теологии профессора Дамира Ваисовича Мухиддина, за что я им лично выражаю огромную благодарность от лица всего татарского народа. На сегодняшний день увидели свет 19 книг великого теолога, переведен на русский язык. Из них 11 в моем переводе, в том числе 3 книги переведены на татарский и готовятся к изданию следующее. Отдельное спасибо, благодарность хочу выразить Дамиру Хазрату, который на ура воспринял мою идею, что переводить надо и на татарский язык тоже. Замечательно, альхамдулилля. Поэтому работа продолжается, и у нас, иншаллах, запланировано издание более 50 работ Бигиева на русском языке и более 30 на татарском. В прошлом году, с 2014 года, Духовное управление мусульман РФ проводит регулярную конференцию международную «Бигиевские чтения». И вот в прошлом году была юбилейная 10-е «Бигиевские чтения», причем они совпали со 150-летием со дня рождения Мусы Джужулаха Бигиева. И таким образом в столице России, в городе Москва, при участии большого количества высокопоставленных иностранных гостей и видных ученых, участников конференции, представляющих как мусульманский, так и христианский мир, был проведен торжественный, запоминающийся масштабный форум, где имя Мусы Бигиева и его наследие, и его идеи прозвучали на весь мир, а некоторые сидели разинув рты, буквально иностранцы, услышав, что такой человек был. На конференции была представлена первая в истории книга о Мусе Бигиеве и его идеях, написанная в Саудовской Аравии, изданная в 1925 году уже, как раз вот в прошлом году.
Ее автор Мансур Аль-Бухари, внук Мухаммада Туркестани, ученика и почитателя Мусы Бигиева. В настоящее время готовится к изданию сборника материалов упомянутой конференции. Была учреждена памятная медаль, серебряная медаль, замечательное ювелирное изделие. И вот на этой конференции были награждены следующие там участники. Мехмед Гюрмес был награжден, вот Мансур Аль-Бухари сам, уважаемый доктор Тауфик Ибрагим и я, альхамдулилля. Календарь. Отдельная история. Это серия календарей, Дамир Хазрат и Духовный управление мусульман РФ издают. Вот такой календарь был посвящен Мусе Бигиеву в год его 150-летия. Здесь горсточка людей, с которыми он был в близких, дружеских, товарищеских там отношениях, и критиковали его тоже. Разные были. Вот Борудима, например, муфти Гаспринский там, да. В общем, издание уникальное, достойное внимания и распространения. То есть не такой материал, что календарь использовал и выбросил. Это на века. Бигиевым занимаются также мои коллеги. Вот здесь вот представлены несколько работ, которые на данный момент у нас существуют. Монография Динара Зайнуддинова, доктора юридических наук. Такая солидная, 4 страниц, не раскрытые пока аспекты Бигиева. По праву вот он попытался это открыть. Перевод на русский язык «Закят» Ислам Хазрата, здесь, который присутствует, Зарипова. Она вышла уже и в серии «Наследие Мусы Бигиева». Перевод на татарский язык «Тасых Расм Хатты Кур'ан», то есть исправление не орфографических, а ошибок консонантной основы Корана в переводе на татарский язык. И одна из самых первых публикаций на русском языке трудов Бигиева, самые первые его книги, изданные в России в 1905 году, в 1905, это вот «История Корана и его сводов». Тоже осуществлено при поддержке и непосредственном руководстве Дамира Хазрата Мухиддинова. В прошлом году не только 150 лет со дня рождения Бигиева было, а 120 лет со дня его свадьбы, бракосочетания. Поэтому мы вот в Чистополе организовались и провели такую конференцию «Чистайда миллет туе», татарский туй в Чистополе. Муса Джаруллах, Чистай Киева был, да? Его жена была из Чистополя, дети почти все, кроме последней дочери Фатымы, родились в Чистополе. Вот еще раз благодарю вот уважаемого Айдар Юрьевича, Ильдус Абы у нас присутствовал на этой конференции, выступали. Справа у нас вот внизу это внучка Мусы Джаруллаха Бигиева, Асия Ханым Янгирова. Она живет в Уфе, приезжала тоже, мы ее приглашали. Теперь нельзя не обойти вниманием факт обнаружения могилы Бигиева в Каире. Вот это наш был первый визит, он был инициирован Рустам Минихановым в 2018 году, в декабре мы поехали, была неподготовленная совершенно авантюра, но хотя бы вот мы стояли около этого места, где захоронен Бигиев, а никаких обозначающих маркеров не было, что здесь лежит великий ученый. Лежала только вот принцесса, которая распорядилась, чтобы его могила находилась на территории правителей, на кладбище правителей Египта. И вот она сама, слева ее могила, а могила Бигиева в 2 метрах буквально от нее оказалась. Теперь вот в центре ее нашли, обнаружили. И вот это справа внизу наша экспедиция из Института истории, я там работал с Динарой Мардановой. А вот человек справа наверху, это удивительная история, если я расскажу, напишу или сниму фильм, будет захватывающая вещь, мистическая. Вот этот Мухаммад Исаков стал главным персонажем, благодаря которому эта могила Бигиева была найдена. Конечно, там потом подключились другие люди, но вот первый толчок дал он. И поэтому я всегда это упоминаю, потому что больше никто это не сделает, если не я. И вот у нас уже вот слева вверху как раз официальное открытие могилы, первая молитва на ней. И вот совсем недавно, в апреле этого года, раис Республики Татарстан, Рустам Миниханов в сопровождении муфтия посетили могилу Бигиева и воздали почести, вознесли молитвы. Теперь о перспективах. Ну, о перспективах тут вообще поле необъятное. Я прочитаю, если кому-то не видно. Чем нам следует заняться и какие направления поиска ждут своего исследователя? Первое. Составление максимально полной библиографии трудов Бигиева. Как ни странно, это еще задача такая актуальная. Второе. Поиск трудов, книг и статей Бигиева, которые до сих пор остаются необнаруженными. Третье. Составление сборников статей, опубликованных в российских и зарубежных газетах и журналах. Статей Бигиева, разумеется.
Следующее. Поиск рукописи перевода Корана, законченного Бигиевым в 1912 году и оставшегося неопубликованным, утерянным. Если он найдется, это будет чудо из чудес. Следующий. Поиск личной библиотеки, которую Бигиев оставил в России, а также выявление и составление максимально полного списка книг и рукописей, которые Бигиев держал при себе в годы жизни в эмиграции. На каждую тему можно сажать по одному аспиранту. Следующий. Поиск систематизации и публикации изданных за рубежом научных трудов и изданий, касающихся или посвященных фигуре Мусы Бигиева. Еще один пункт. Создание документальных фильмов, художественной ленты о жизни и деятельности татарского философа. Следующее. Философское осмысление идей Бигиева. Это вот просто выстрел в воздух, потому что тут аспектов бесконечное множество. Я вот такой общей фразой обошелся. Следующий пункт. Подготовка учебно-методической базы для включения трудов Мусы Бигиева в учебно-образовательные программы религиозных и специализированных светских учебных заведений в России. Следующее. Внедрение идей Бигиева в исламскую теологию и право, их практическое применение. Потому что говорить одно, а применять это совсем другое. Бигиев же не писал просто так, чтобы за красивое словцо. А нужно было это вводить. И, наконец, у нас вышла недавно замечательная энциклопедия, посвященная Габдулле Тукаю. Вот такой толстенная, огромная работа. Мечтаю о том, чтобы такая же энциклопедия была сделана по Бигиеву. Это работа, конечно, на много лет и на большое количество специалистов. Благодарю за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Благодарим, уважаемый Айдар Гарифудинович. Действительно, Муса Бигиев фигура очень смелая, одновременно очень ответственная, глыба, как вы сказали. Бигиевидение, оно продолжает сегодня жить благодаря благословению, усилию Духовного управления мусульман Российской Федерации, непосредственно главного муфти шейха Равиля Хазрата Гайнуддина, ректора Московского исламского института. Сейчас у нас работают над наследием российских мусульман, в том числе и над книгами по редактуре, корректуре Бигиева, Фахриддина, Марджани. Новая поросль, можно сказать, и Бигиеведов, и Фахриддиноведов, и Фейсхановедов, иншаллах. И эта работа, она живет, и все издания, которые были изданы издательским домом Медина, вы можете увидеть на стенде холла здания мечети Марджани, ознакомиться и с русскоязычными, и с татароязычными изданиями. Благодарю еще раз за выступление. Следующий доклад представляет научный сотрудник Центра письменного наследия Мирас Хана Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова, Академия наук Республики Татарстан, Нурия Габдуллахатовна Гараева. Пожалуйста. Да, постараюсь. Это пульт, да? Muhtaram Равил Хазрат, Muhtaram Дамир Хазрат, hurmatli президиум ағылы, мәжлісіміздің қадірлі қонақлары, һәм hurmatli коллегалар. Сезнең игътибарга әзерләгән чыгышым алдыннан мин сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәр идем. Әнә Сабый Халидов катнашындагы бер фильмнан кыска гына өзек җибәрсәгез. Әнә Сабый ул басма Коръәннәрне дә өйрәнгән кеше, Казан басмаларын һәм иң борынгы аның менә тавышын һәм үзенең күренешен исегезгә төшерер өчен. Бер җирендә дә биредә yazılmagan nişançı yılını bastırganı turudda. Her halde bu en burunlu Rusya'da bastırılgan Kur'anlardan bulsa da birinci şu 1787 yılını bastırılganı görünüp durmuyor. Şuna göre ben öyleyim belki bu 1-2-3-4 yıl sonra bastırılgan тиражlardan örnektir. Her halde ну вот это, собственно говоря, его просто напомнить Анас Бакиевича, чтобы он был с нами. Можно, да, презентацию? Ага, первая страница. Вы знаете, мое вот это вот выступление, оно, собственно говоря, ну, как бы не является таким аналитическим, как бы, обзором, да, а это как бы вот ввести в курс того, как, что мы имеем и с чем мы работаем.
Тут, собственно, краткая вот биография Анас Бакиевича, да, его послужной список. Ну и вот я бы хотела обратить внимание на последнее его там указание о том, что он автор более чем 100 работ. И Анас Бакиевич работал не только с классическими арабскими текстами, но и публиковался здесь у нас в Казани на татарском языке в журнале «Казан утлары». Там публикация была посвящена Ибн Фадлану, Аль-Гарнати. А вот это вот его перевод его фармакологического трактата «Ат-Тирьяк аль-Кабир», да, который обнаружен был в Иране. И это первый текст, связанный с научный текст булгарского автора, поскольку, вы знаете, мы имели много археологического материала, но не было письменных памятников. И тут вот Анас Бакиевич держит эту книгу свою, говорит о ней. И вторая работа, где был вклад Анас Бакиевича очень большой, он участвовал вот в поиске трактата Сулеймана Саксини «Зухратур Рияз». Значит, собственно говоря, с 90-х годов Анас Бакиевич был таким профессором приглашенным, который периодически приезжал в Казань и преподавал в Институте востоковедения. А вот с 2000 года он уже стал профессором Казанского университета и как бы работал вот у нас здесь в Казани. Я вот это взяла с сайта Института восточных рукописей, вот эту вот информацию, да, то как раз вот то, что связано с тем, как, значит, в Питере реагировали на то, что его перевод Корана не был издан. Вот, ну, по непонятным причинам, якобы из-за чрезмерной архаичности языка, его перевод остается неопубликованным. Что мы имеем на сегодняшний день? Анас Бакиевич действительно перевел полный текст Корана. Это его посмертная работа, которую он, к сожалению, не успел закончить. Да? И перед нами, значит, вот что планировалось: написать введение, сделать перевод, составить комментарий и сделать словарь. На сегодняшний день у нас, значит, есть 506 страниц текста, подготовленного Анас Бакиевичем, и вот из задуманного остался неподготовленным только комментарий. Вот как выглядит, собственно, вот его, да, это на латинице был подготовлен этот текст, поскольку в 90-е годы, когда он работал, было очень актуально иметь текст на латинской графике, обсуждался вопрос о переходе с кириллицы на латиницу. Анас Бакиевич набирал сам. Это не рукописный текст на компьютере, он освоил компьютеры, и он набирал его сам. То есть у нас вот только есть его компьютерный вариант. Кіріш-сөзі қысқағына, вот вступительная статья, да, Құр'анды татарша тіліне көшіру мәселелері. Дальше вот как бы несколько примеров я тут перевожу, да, как выглядел перевод вот его. Это, значит, сура Аль-Фатиха, Бакара сурасынан башы, и вот еще тут короткие суры. Ну вот возьмем просто для примера, ну поскольку регламент, я очень много нужно сказать, и я уже очень коротко, да. Шен күңелдән инану Ихлас сурасы. Кызганушан, аяушан Аллахны атап. Әйт син, ул Аллах бер генә, Аллах мәңгелек. Ул тумаган һәм тудырмаган, һәм берни дә аңа тиң булмаган. Вот такой как бы текст, и вот вы уже, ну это вот словарь так выглядит, да? И вот это вот Анас Бакиевич в Казани за работой как раз в своей квартире казанской на улице Лобачевского, и здесь он как раз работает вот над переводом. Значит, что бы я бы хотела сказать, что Анас Бакиевич начал работать над переводом Корана довольно давно. По крайней мере, вот его коллеги младшие, Дмитрий Владимирович Фролов, говорил о том, что он в 1987 году обсуждал с Анас Бакиевичем, не переводит ли Корану на татарский язык. Анас Бакиевич отказался от предложения переводить Коран на русский язык. Он сказал, что я не носитель перевода, не носитель русского языка, а вот перевод на татарский язык его интересовал. И, собственно говоря, приступил он к переводу в 1994 году.
И как бы это была работа, которую он обсуждал с казанскими коллегами. Это было обсуждение на, как скажем, но это еще не было как бы заказ. Вот. В конце концов, в 1997 году Анасу Байкевичу предложили уже подготовить полный перевод текста Корана, и для этого его единомышленники, казанские коллеги, с кем он обсуждал этот перевод, предложили вот составить такой договор, и он подписал этот договор. С 1997 года начинается такая конкретная работа по подготовке полного перевода. Значит, какие были у Анас Байкевича, вот это вот Альянс Бадревич Сабиров в белом костюме, да, и Кавеев Мударис Каюмович, которые вот с Анас Байкевичем очень обсуждали эту тему. Альянс Бадреевич Сабиров, он возглавлял приватное творческое объединение «Волга-Урал», и, собственно говоря, вот с этим объединением они заключили договор в 1997-м. Значит, какие были у нас, вот за работой он, да, и что Анас Байкевич и его вот коллеги хотели в этом переводе. Какие условия оговаривались? Анас Байкевич сразу отказывался от идеи перевода Корана по тафсирам. Он точно так же, как и Игнатий Юлианович Крачковский, как его ученик, стремился сделать академический перевод именно в тех значениях, которые пророк произносил Коран перед своими современниками, перед его ближайшими сторонниками. И вот его задача была передать Коран, это понимание Корана на татарском языке. Какие трудности были у Анас Байкевича? Во-первых, значит, была проблема соответствия синтаксиса арабского языка и синтаксиса татарского языка. То есть получалось так, что грамматический строй татарского языка приводил к тому, что приходилось менять нумерацию аятов. Вот это была главная проблема, с которой столкнулся Анас Байкевич. Вот, за исключением, в связи с тем, что времени мало, да, я просто скажу, что Анас Байкевич не поменял нумерацию аятов, и у него определенные шероховатости вот в татарском тексте, они присутствуют. Но здесь Анас Байкевич полностью стремился сохранить грамматику, строй арабской фразы. У него вот этот вот есть момент. Следующая проблема, с которой столкнулся Анас Байкевич, это проблемы терминов. Вот даже из той суры, которую вот мы тут читали, сура Ихлас, да, сразу видно, да, что он отказывается от привычных для нас эпитетов Аллаха. И вот действительно одной из целей вот этого перевода было максимально исключить из перевода арабизмы. Полностью вот это вот выдержать Анас Байкевичу не удается, да, но тем не менее вот вместо Рахман и Рахим он говорит «Казганушан, Аяушан, Аллахны Отап». И это как бы вот такая замена не единственная, их немало в этом тексте, именно поэтому был и создан вот такой словарь, для того, чтобы понимать, какие эквиваленты существуют. Теперь, значит, что мы делали, когда мы получили этот текст, это примерно уже, нам пришлось текст конвертировать из латиницы на кириллицу, проведена большая работа по вычетке, вот, так сказать, погрешности вот этой вот конвертации, и сейчас вот мы уже работаем довольно, так сказать, активно и много над тем, как мы выверяем вот этот самый смысловое значение вот этого перевода. И вот тут вот я взяла пример, он, наверное, может быть такой самый корявый, да, но такие моменты есть, но их немного. Ну вот, например, 27-й аят суры Бакара, татаршасы, вот «Кайсы кім» деген сөзді, во-первых, вот я обращаю внимание, что орфография разная, да? Орфография татарского языка, она нестабильна, она меняется и сегодня. То есть вот сегодня как бы она пишется кем-то вместе, «Кайсы кім» деген сөзі, «Кайсы бірсі» языла, айрым язалар енді. Или какое слово использовать? «Кім иса», «Кайсы кім», какой синоним, да? Да потом, значит, у Анас Байкевича вот в татарском языке, вот в переводе красным я выделила «жимреб бузоб». Вообще-то говоря, по-татарски говорят «бузоб жимреб».
Вот. Потом вот это слово «туташ», Аллах «туташ» булырга бұйырғанны кися. Вот это значение, оно біркітілген булырга бұйырғанны кися. То есть вот какому приему следуем при издании вот этого текста? Да? Вот, собственно говоря, буквально коротко еще несколько слов. Вот, собственно говоря, вот мы сталкиваемся с такими вот нюансами, да, и как бы выправляем. Я хочу сказать, что вот эти расхождения, поскольку издаваться будет этот текст как литературный памятник, который не будет использоваться с богослужебной целью, то есть намазларда кулланмалсын деп ол, то мы сохраняем то, что есть в оригинале. А вот в сносках мы как бы даем вот некоторые пояснения, поправки, и то они минимализированы для того, чтобы полностью сохранить так, как был оригинал. Конечно, Анас Бакиевич как бы не завершил эту посмертную работу, и она не была завершена им в полной мере. Поэтому тут как бы вот такие вот ситуации, они есть. Но эта работа, она является такой, как вам сказать, этапной и даже прорывной, потому что далеко не все нации имеют возможность и имеют, как бы скажем, грамматический и лексический багаж, богатство языка, именно и терминологию для того, чтобы переводить вот такие сложные термины, очень сложные тексты на татарский язык, на свои родные языки.
Вот в этом смысле это очень большое значение имеет вот эта работа Анаса Бакиевича, именно академический перевод, я имею в виду. Значит, Анас Бакиевич, я бы хотела тут просто показать вот Анас Бакиевич вот из семьи Баки Закировича Халидова, да, и его друг и ученик тоже Мусы Бегиева, и Баки Закирович, и Абдурахман Тагирович, они были учениками Мусы Бегиева, и просто я бы хотела сказать, что Анас Бакиевич, он как бы вышел из этой вот среды, когда Коран хорошо знали, и у него была такая база не только традиционная, семейная, но он еще и был учеником Игнатия Юлиановича Крачковского. И Анас Бакиевич вот в своих воспоминаниях пишет, что я был единственным студентом, который не пропустил ни одной лекции Крачковского по Корану. И надо сказать, что когда готовился перевод Крачковского на русский язык, его лекции, конспекты лекций, которые записывал Анас Бакиевич, использовались в комментариях. Вот этот вот как бы тоже говорит о том, что у Анас Бакиевича постоянно был такой интерес к тексту Корана и к его переводу. Еще один прием, о котором я не могу не сказать, это вот, как бы скажем, я вот говорила, что как бы это общество Идель Волга-Урал были заказчиками этого перевода, но на самом деле таким движителем вот этого проекта выступил сын Альяс Бадреевича Игорь Сабиров, который, собственно говоря, является выпускником Восточного факультета Петербургского университета. Он китаист по образованию. И всю жизнь со студенческих лет, его здесь нет, он очень скромный человек и не захотел, чтобы его тут приглашали и показывали. Он со студенческих лет занимается китайскими текстами о тюрках и о татарах. Вот это, уже более 40 лет он как бы в тексте занимается этими текстами, и наработан огромный материал. И с Анас Бакиевичем они познакомились в Институте восточных рукописей, тогда Восточный институт востоковедения в Ленинграде. И, значит, обсуждали они какую проблему терминологии коранической. Собственно говоря, и вот эта вот идея, Анаса Бакиевича, предложенная Игорем Сабировым идея использования древнетюркскую терминологию для переводов Корана, Анас Бакиевича увлекла. В чем суть этой концепции? Не сказать я это не могу, поскольку нам нужно понимать, да, куда нам двигаться дальше в переводе религиозных текстов и когда нужна определенная религиозная терминология. Это направление вот для будущих поколений. А дело в том, что ислам получил такое стремительное распространение на восток, в сторону Кашгара, да, в древнетюркский мир, связано с тем, что тюркский мир был хорошо знаком с идеями единобожия. И часть тюрок, древних тюрок, исповедовала буддизм, часть тюрок исповедовала христианство. И причем христианство – это было восточной церкви, раннее христианство. Особенность этого христианства состояла в том, что они признавали монотеизм, единобожие, но не признавали Троицу. И вот это вот было таким, знаете, базой, вот такая удобная почва, да, взрыхленная почва для того, чтобы ислам быстро был принят местным населением. Вот. В чем, значит, там суть? Заканчиваю одну секунду. Значит, в чем суть? Дело в том, что религиозные тексты буддийские были переведены на тюркские языки, были переведены на сагдийский, на тахарский язык, на санскрите были эти тексты, да, и они использовались теми графиками, если на санскрите, это как бы не разговорный язык, а это книжный язык, да, на нем писали. Так вот, переводы буддийских текстов на эти языки с использованием тюркской лексики, это было так сказать, то поле, которое как бы было бы желательно, чтобы наши новые поколения изучали эти тексты именно с точки зрения выделения определенной терминологии, богословско-религиозной, религиозно-философской. Вот такое направление очень важно. И Анас Бакиевич с этим соглашался. В его переводе такие термины не использованы. Но вот здесь вот я как бы заключаю
краткая информация о его супруге Лия Юсуповна Тугушева, она как раз занималась вот такими текстами. И изучение хотя бы ее публикаций уже дает, как бы, даст, ну, какая-то там диссертация, дипломные работы, да, изучение вот этих вот терминов, выделение этих терминов, это могло бы быть базой. Но, как мы все знаем, наш татарский язык, к сожалению, беднеет, да, и даже, вот скажем, те терминологические обороты, которые нам известны по книгам Махмуда Кашгари, Юсуфа Баласагуни, они уже у нас не активно не используются. А это тоже как бы вот пласт, где вот эта терминология присутствует. Ну, собственно говоря, вот коротко, бегом, это вот только так. Спасибо большое за внимание. Благодарим, уважаемая Нурия Ханум. Мы сильно выходим за рамки работы пленарной секции, поэтому у нас еще 2 презентации. Я попросил бы буквально по 5 минут для проведения презентации. Приглашается кандидат исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Института истории имени Шахбуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан Ильнара Ильдусовна Ханипова. Пожалуйста. Хөрмәтле катнашучылар конференцияның, добрый день, уважаемые участники конференции. Я хотела представить вашему вниманию книгу «Духовное управление мусульман» 1941-1945 годы, вышедшей в серии «Наркомы Великой Победы» в 2025 году. Работу над этой книгой коллектив авторов под руководством Ради Каримовича Салихова начал еще в преддверии подготовки к Великой Победе, и сегодня, в год единения народов России, очень радостно эту книгу уже использовать в работе с подрастающим поколением, со школьниками, со студентами и со всеми желающими ознакомиться с историей нашей страны. Главной задачей этой книги было освещение вклада мусульманского народа многонационального Советского Союза в общее дело борьбы с фашизмом, так как именно это единение народов, несмотря на разные конфессии, несмотря на разные национальности, даже в самых тяжелых условиях военного времени, военного лихолетия привело к победе. Авторы-составители придерживались мнения, что в годы войны, несмотря на жесткую деисламизацию, проходившую в предстоящее до того десятилетия советской власти, несмотря на это, подрастающее поколение мусульманских народов, выросшие в 1910-е, в 1930-е годы, сохраняли верность исламу, в том числе и через единение национального духовного. И в этом смысле использованные здесь источники, а их немало использовалось не только из архивов республиканских, из архивов российских федеральных, но и в том числе материалы газет, выходившие на территории нашей многонациональной родины, более 15 наименований, в том числе на татарском, турецком языках, Грозненский рабочий, Красный Карачай, Дагестанская правда, конечно же, Кызыл Татарстан, Кызыл Башкортостан и так далее. Книга рассказывает читателям и о духовной деятельности, о деятельности духовных управлений мусульман. Книга рассказывает о том, как сыны и дочери мусульманских народов исполняли свой долг, верность Родине, и, как уже сегодня было сказано, защищали не только общие границы нашей страны, но и свой отчий дом, свою веру. И нужно сказать, что материалы, поднятые здесь, показывают, что мусульмане в едином порыве с другими народами страны защищали земли своих предков, свою веру. Звания Героя Советского Союза были удостоены более 500 воинов-мусульман из 34 национальностей, представлявших нашу страну, да, и в том числе призывы руководителей духовного управления мусульман, они с истинным чувством воспринимались простым народом. Большая часть материалов посвящена и трудовому подвигу народа. Здесь представлены
различные материалы, различные источники, с которыми можно работать и на материалах которых подрастающее поколение может ознакомиться с делами своих дедов и прадедов. Мир вам! Эти прекрасные слова, которые с благоговением произносят все мусульмане, несут в себе глубокий смысл. И именно эти слова в этом контексте звучат обращения к россиянам шейх уль-Ислама, верховного муфти России Талгат Сафи Таджуддина, муфтия Татарстана Камиль Хазрат Самигуллина, которые посвящены не только вкладу мусульманских народов в победу, но и посвящены важному делу сохранения исторической памяти о всех, о каждом из миллионов погибших от руки фашистов. И, конечно же, о важности передачи знаний о прошедшей истории подрастающему поколению. Мне бы хотелось закончить словами одного из участников Великой Отечественной войны, с которым мы работали, общались в процессе работы над книгой, который читал рукопись, многоуважаемый Харис Хазрата Салихжана, которые и по сей день не теряют своей актуальности, где вера и единство народов, там победа. Рахмет. Рахмат Ильнара Ильдусовна за краткость и емкость. Слово для проведения презентации и заключительной речи, которая будет подводить итог нашей пленарной сессии, передается муфтию Дамиру Хадату Мухиддинову, первому заместителю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректору Московского исламского института, доктору теологии. Бисмиллахи рахмани рахим. Глубоко уважаемый, досточтимый муфти шейх Равиль Хазрат Гайнуддин, уважаемый президиум, высокое собрание, позвольте всех вас сердечно поприветствовать от имени Оргкомитета 11-х чтений имени Шахабуддина Марджани и поблагодарить Республику Татарстан, лично Раиса Республики, Рустама Нургалевича Миниханова, а также Духовное управление мусульман Республики Татарстан и гостеприимную мечеть Марджани, Институт истории имени Шахабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, Булгарскую исламскую академию и лично, конечно, нашего досточтимого муфтия за личное участие в этой прекрасной конференции. Также не могу не упомянуть наших благотворителей, благодаря поддержке фонду поддержки исламской культуры, науки и образования, благотворительному фонду Сафмару, мы имеем такую уникальную возможность проводить конференции, издавать исламскую литературу в разных городах нашей страны, также и за рубежом, за что искренние слова признательности и благодарности. Мы слышали прекрасные доклады в пленарной части, и хотел бы напомнить, что в прошлом году на юбилейной конференции муфти Хазрат поставил перед нами задачу учредить серию, посвященную Шахабуддину Марджани. Вот в своем докладе Айдар Хайруддинов сказал, как бегиевские чтения, бегиевидение складывалось в нашей стране за последние столетия, если брать советского периода времени. Примерно то же самое необходимо сделать по наследию Шахабуддина Марджани. Я неоднократно говорил, что так как его основные труды были написаны на таком классическом арабском языке, языке Ибн Халдуна, очень непросто переводить с арабского языка его исторические труды, а тем более, если это труды философского, каламического содержания. Но эта работа выполняется, осуществляется, и надеюсь, что в какое-то определенное время мы сможем подвести итоги этой работы. Так вот, серия стартовала с первой книги «Китаб аль-Фаваид аль-Мухимма. Важные наблюдения», которая в 1859 году уже была переписана рукой одним из учеников Шахабуддина Марджани, Бахауддином Шапкави, 1859 год. Эту рукопись нам любезно предоставила библиотека имени Лобачевского Казанского федерального университета и признательны Эльмире Ханум Амирхановой за оперативное содействие в предоставлении этой рукописи. И вот уже в канун подготовки этой работы Шахабуддин Марджани вел переписку с Хусаином Фаизхановым, где в своих письмах они ставили проблему искаженных Куранов, которые издавались на территории нашей страны. Фаизханов с досадой пишет, что, к сожалению, в наших краях
имеется в виду и Поволжье, и Санкт-Петербург, Кораны изобилуют многочисленными ошибками. И то, что вы взялись за этот прекрасный великий труд, он поддерживает своего учителя, но дает некоторые рекомендации, так как это крайне тяжелый труд. Хорошо бы, говорит, если бы первый раз, второй раз, третий раз прочитали наиболее одаренные ваши студенты, а уже четвертую финальную вычетку делали вы. Вот такая переписка запечатлена в 1859-60 годах между Марджани и между его учеником Хусаином Фаизхановым. Соответственно, почему именно эта книга стала актуальной из огромной такого массива работ Марджани? В последние годы мы обратили пристальное внимание к татарскому богословскому наследию и именно к кораническим, короноведческим трудам. Были подготовлены впервые ряд уникальных рукописей, среди которых коранических рукописей Коран Е-20, так называемый Коран Османа, хранящийся в Санкт-Петербурге, и готовится к изданию уникальное, это будет первое в мире издание коллекции Жак-Жак Марселя, которая также находится в Российской национальной библиотеке. Вот эти два Корана представляют основополагающий корпус самых ранних Коранов конца I века хиджры, начала II века хиджры. И именно их обнаружение, их публикация и такой широкий доступ прольет свет на изучение Корана. Но в самой России, вы знаете, традиция печатания Корана возводится к Усману Исмаилу, который шейх из Тюнтяра, родился в 1743-44 годах, как, спасибо нам, Нурия Ханум Гараева в своих работах это вывела в научный оборот по следам казанских и других авторов. И вот Шахабуддин Марджани, вот эти Кораны, которые издавались в Петербурге, понятно, что они были очень редкими изданиями. На территории нашей страны мы на сегодняшний день обнаружили всего лишь 3 экземпляра. Даже в той же Германии сохранилось 6 экземпляров, во Франции сохранилось 5 экземпляров, в Голландии, а вот на территории России, где эти Кораны изначально издавались, причем издания как минимум, мы можем говорить о 4 достоверных изданиях 1787, 90, 93, 96 годов, сохранилось на руках и в наших музеях, библиотеках всего лишь 3 издания. Поэтому, конечно, прежде всего Шахабуддин Марджани говорит о Казан Басма, которая вместе с типографией, вместе с наборщиками, с редакторами из Санкт-Петербурга по указу императора была перенесена в начале XIX века в Казань и продолжает свою жизнь уже под таким известным, хорошо известным нам названием, как Казан Басмасе. Поэтому, прежде всего, Шахабуддин Марджани обращает на многочисленные ошибки в изданиях коранских Коранов, и со стороны Оренбургского Магометанского духовного собрания в 1859 году он был назначен один из корректоров для того, чтобы подготовить новые вот эти издания. Он очень добросовестно подходит к этому труду, настолько добросовестно, что его коллеги по цеху, наши мусульманские деятели, муллалар, написали ему, на него донос в Оренбургское Магометанское духовное собрание. Якобы он искажает суть Корана, искажает тот Коран, который они привыкли читать, который пользуется спросом, и Оренбургское Магометанское духовное собрание было вынуждено освободить его от должности корректора на тот период времени. Вот мы на экране можем увидеть первое прекрасное издание и труд Усмана Исмаила, который, я считаю, что мы, как татарский народ, обязаны его увековечить, чтить, потому что благодаря разработанную им шрифтом, вот то, что мы называем бизнес Казан Басмаса, это как раз шрифт, разработанный вот этим ученым Усманом Исмаилом. И все последующие книги, издаваемые, публикуемые в Казани, в Оренбурге, Санкт-Петербурге, это все удел трудов вот этого прекрасного человека Усмана Исмаила. И здесь также хотел бы обратить внимание, что Марджани говорит о Расмусмане. Насколько экземпляры казанских Коранов
могли бы соответствовать Расму Усмане. Я не буду сейчас подробности перечислять, в 33 страницах вступительного слова к этой книге я это изложил. Он считает, что он дело довел до совершенства. Он изучил очень много ранних источников. Он с детства любил собирать, читать, изучать коранические мусхафы из библиотеки своего деда, своего отца, и во время обучения в Бухаре, и в Самарканде. Поэтому перед ним огромное количество разных текстов, разных рукописных вариантов Корана. Но на основании основополагающих алимов в области курановедения, как Ад-Дани, он приводит его константную основу Расму Усмане, чтобы оно соответствовало вот этому понятию Расму Усмане. В дальнейшем вот такая карновическая традиция, она продолжится в лице Резы Хазрата Фахриддина, который прежде всего обобщит в своем труде Куран ва Табаат, Коран и его печатание, он упомянет все, как этот процесс, институализация этого процесса складывалась на территории нашей страны, но и, вот, скажем так, финальную точку в какой-то степени поставит Муса Джаруллах Бегиев в 1909 году, когда, собрав ученых в Казани, проведя несколько меджлисов, они провели такие бахесляр, такие споры. Споры примерно повторялись, что опять же Муса Бегиев решил исказить Коран, выдумать какой-то свой Коран, насколько нужно следовать основе Расму Усмане при издании современных Коранов. Как мы знаем, что такой окончательный вариант Корана получил в 1924 году в издательстве «Булак» в Аль-Каире. И вот до сегодняшнего дня, по большому счету, теми Коранами, которыми мы пользуемся, это вот такое иджма-уль-умма, на том, что сослась, скажем так, умма, по крайней мере, ее суннитская часть, на издание Корана 1924 года. Но еще одну вещь хочу у Марджани сказать, насколько он смелый в критике. Понимаете, он не продолжает вот эту парадигму порождения лжи, разных мифов. И говорит, что первым, кто исследовал самаркандский Коран, Коран Усмана, который ныне представлен в Ташкенте, в главном центре, вот этом, в центре исламской цивилизации, это был Абдуррахим Ут-Измяни, который исправил его, дописал утерянные вещи. И вот он говорит, процитирую буквально одну фразу. Следует... Сейчас, секундочку. Среди лживых вымыслов, распространенных среди жителей Самарканда, Бухары и других регионов, миф о том, что свод, хранящийся в медресе Аль-Ахрара в Самарканде, является тем самым сводом имама. Якобы он был привезен его, Аль-Ахрара, дедушкой Абу Бакром Аш-Шаши Аль-Кафалем из Багдада в свои земли, и он передавался по наследству его потомкам, пока не попал к шейху Убайдуллаху и так далее по тексту. Знаем, что именно Шибунин издает Куфический Коран. В академической науке это известна публикация. Ему достались в лавры, что он так вот критически отнесся к изучению Корана Османа, узбекского Корана Османа. На самом деле это сделал Абдуррахим Ут-Измяни. Это подтверждает Шихабуддин Марджани в Вафиятуль Аслав в своих прекрасных произведениях. Еще раз подчеркну, что вот современная наука, углеводородный анализ, палеография уже однозначно доказывают, что Коран Османа, который представлен на территории Узбекистана и носит имя Коран Османа, не является тем самым Мусхафуль Усман, одним из 4 или одним из 8 мусхафов, которые приписываются халифу Усману. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что от Шихабуддин Марджани, какой бы ни был имам, духовный деятель, но вот такое академические любовь, уважение, почитание, следование академическим строгим выводам, критического анализа характерно Шихабуддину Хазрату во всех его текстах, и в исторических, и в богословских. Сейчас мы не будем говорить, под каким чьим влиянием, но это очень важно. Поэтому вот эта прекрасная книга с большим количеством комментариев, с хорошим научным аппаратом представлена в свет. Я всех нас поздравляю, что вот этот труд в какой-то степени закроют вот эти коронавические исследования. Ну и, конечно, все мы в ожидании рукописного издания Корана в Татарстане, который в 2022 году был инициирован Республикой Татарстан, непосредственно муфтием Камиль Хазратом Самиуллиным. Я знаю, что вот в эти дни он будет представлен для широкой общественности. Посмотрим, сколько он вызовет критики, потому что, конечно, он не будет соответствовать современным Коранам, которые распространялись. Мне было достаточно увидеть, как Камиль Хазрат представлял на одном из мероприятий нашему профессору по короноведению,
как в течение буквально одним глазом, посмотря это издание Корана, между ними загорелся огромный спор, примерно с теми же словами, что вы переписали Коран, вы что-то противоречите Корану, это не Коран и так далее. Поэтому очень интересно, но, альхамдулилля, что татары остаются быть такими критически ориентированными, не стесняются издавать, не стесняются изучать. Я думаю, что вот этот дух важно сохранить, и что Шихабуддин Хазрат и все последующие имамы, которых мы сегодня упоминали, и Муса Джаруллах Бегиев, и Анас Бакиевич из современных советских халидов, они вот продолжали вот этот анализ. И последнее, закрываюсь, Ибн Рушд. В этом году мусульманский мир отмечает 900-летие со дня рождения величайшего мусульманского философа, мыслителя Ибн Рушда, который не только на территории Испании, Аль-Андалуса своими взглядами, скажем так, предвосхитил эпоху Ренессанса, но и на всем в Северной Африке, на Ближнем Востоке заложил вот основы, которые до сегодняшнего дня актуальны. И для меня честь и гордость, что несмотря на то, что такой крупный философ из Аль-Андалуса, но наш шейх Реза-ад-Дин Фахриддин посчитал важным познакомить татарскую общественность, татарских деятелей со взглядами этого учеными и написал такую небольшую по объему, но очень глубокую по содержанию работу и посвятил ее Ибн Рушда. Поэтому вот очередной работой Ибн Рушда мы также открыли 2026 год, и тем самым наша татарская умма может сказать, что свою небольшую долику в праздновании 900-летия Ибн Рушда российские мусульмане, татары также внесли наравне с мусульманами всего мира. Поэтому еще раз слова благодарности всем тем, кто причастны к изданию наших книг, к спонсорам. Для нас это непосредственно центр имени Усмана Исмаила при Московском исламском институте, который профинансировал данный проект, данное издание. Конечно, еще раз слова благодарности нашему фонду Сафмару, людям доброй воли, всем критически настроенным авторам, которые потом по прошествии по изданию книг обращают внимание на те или иные огрехи, пишут отзывы свои, рекламируют эти издания, читают их, популяризируют. Это все необходимо. Как наш господин ведущий сказал, Ренат Хазрат, модератор, важно, чтобы эти книжки не только издавались и не оставались памятниками на полках, в библиотеках, а чтобы люди это читали, осмысляли и претворяли в жизнь. Вот в этом и будет тогда живая традиция джадидитских, обновленческих, реформаторских традиций, заложенных нашими отцами-реформаторами несколько столетий назад. И не случайно, что в этом году мы отмечаем 250-летие со дня рождения столпа тадждида и ислаха реформы Абдуль-Насыра Аль-Курсави. Спасибо за внимание. Еще раз, муфти Хазрат, отдельная вам благодарность за личное участие и поддержку нашей конференции.